генерал Захаренко, ну, серьезнейший человек. Ну а что я не могу таким стать? В какой-то мере хунта уже пришла. Если ты предаешь президента, ты предаешь свою мать. Мой кум со своей женой издевались над людьми. Я в конечном итоге вернусь, и они все за это ответят. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з прадстаўніком Белпола, колішнім супрацоўнікам крымінальнага вышуку Уладзімірам Жыгарам. Уладзімір, вітаю. Вітаю. Раскажы, як міліцыянты ахоўвалі Лукашенко падчас яго паездак у рэгіёны? Ну, это достаточно стандартная процедура, которая начинается с того, что в один день тебе объявляют о том, что такого-то там числа приезжает ВДЛ. Это высшее должностное лицо. И ты понимаешь, что все. Вот этот день пропадает, и пропадает по-любому и следующий день. Потому что никакой возможности для отдыха тебе никто не дает. Где-то примерно там в 3-4 утра ты приезжаешь в отдел, тебя выдают тебе экипировку, то бишь палку резиновую, радиостанцию и, по-моему, наручники. Всех садят в автобус и везут. Ну, в моем случае это был Гомель несколько раз. Привозят в Гомель, всех собирают на одной базе, то есть так со всех городов области. Приезжают сотрудники, всем объясняют о том, что приходит сотрудник СБП, он говорит, что приезжает президент, всем находиться там на позициях, всех будут проверять, там какие-то позывные тебе говорят. Опять-таки садят в автобусы и вывозят на какую-то там улицу, например, там, или проспект. И тебе говорят, вот стоять тут. Ну и все. Через некоторое время приезжает ответственный за этим сектором. Он уточняет твои данные, опять сверяют какие-то там позывные для радиостанции, и ты спрашиваешь, а когда он приедет? В моем случае это было Гомель, когда приезжал еще Янукович. Нет, не Янукович, это был Порошенко. Порошенко прилетал. И тебе говорят, ну где-то так 3-4 часа. Ну и все, и ты очень радостный стоишь на холоде, у тебя есть 10 метров туда, там 5 метров туда, и ты вот ходишь. Потом где-то за часа 2-3 до его прилета приезжают его лимузины. То есть это он летит на вертолете, в это же самое время едут его машины. Машины приезжают, проезжают, приезжает министр. Опять-таки мы все знаем, у нас в блокнотике были записаны машины министра, замминистра. То есть мы знаем, что все вот эти будут тоже здесь. Естественно, как правило, никто не хотел попадаться на глаза, но там если вдруг что-то, то уже куда ты денешься. Все, и потом тебе по радиостанции говорят, что подлетает, самолет, вертолет приземляется, он пересаживается в свой автотранспорт, скажем так, и потом едет. И все, и просто по радиостанции ты слышишь, где едет, куда поворачивает, где там внимание, там, где не внимание, там все остальное. Он проезжает, он там по нескольким точкам проезжает, и потом по тому же самому маршруту он уезжает. Потом по радиостанции приходит оповещение о том, что первый улетает, и ты ждешь до особого распоряжения. То есть ты можешь еще после этого там ходить 1,5 часа, ты уже не знаешь, что делать себе, ты ходишь, пока нет этого особого распоряжения. Потом все, особое распоряжение, то есть все, снимаются все, то есть все уже могут пойти там на лавочке сесть, и потом автобус всех собирает, приезжают опять-таки на ту базу, ты пересаживаешься в свой автобус и возвращаешься домой. Как правило, это уже бывает где-то так к 12 часам ночи ты приезжаешь, и пока ты сдал все обмундирование свое, все вот эти там спецсредства, ты это все сдаешь, приезжаешь домой и никого не беспокоит, и завтра утром там, к 8 часам ты должен быть на работе. Який сенс у тим, що ти робиш? Тобто ти повинен сочити, щоб провокацій ніяких не було, не знаю, п'яних людей, якби... Это называется обеспечение общественной безопасности. Ты должен смотреть, чтобы никто не выбежал на дорогу, чтобы никакая машина не была, то есть бесхозно припаркованная. То есть ты смотришь, что вот если какая-то машина стоит, ты о ней говоришь в радиостанцию, ее приезжают, пытаются найти сразу же там через базы, пытаются найти владельца, если ничего не получается, просто приезжает эвакуатор, ее забирает и уезжает. Ну и чтобы когда он едет, чтобы никто там не высунулся, не выбежал или еще что-то. Ну там вообще смешные моменты происходили. Была такая ситуация, что меня вообще поставили куда-то там в какой-то возле подъездов каких-то, и я вообще был не возле дороги. Но мне сказали, ну вот смотри, вот этот выезд по этой дороге. Я, ну хорошо, ну что делать? Я и хожу кругами вокруг дома, столько часов делать, что надо. И я вижу, сидят, подходит такая
молодая пара, здравствуйте, как вы? Я говорю, хорошо, спасибо большое. Думаю, ну, хоть спросили. Через некоторое время они же приходят, у них пицца, там они открывают колу, сидят, кушают, разговаривают, там что-то ля-ля. И потом у меня радиостанция, я ее немножко приглушил, ну и слышу, радиостанция где-то говорит. Я на них так присмотрелся и слышу, первый прилетает, они просто так вот ставят всю свою еду, собираются и уходят. То есть это сидели просто сотрудники СБП. То есть это не, они смотрели за мной, а я думал, что это просто люди. Ну вот это в принципе, как-то так работает. До этого еще бывает такое, они ходят, там опечатывают, все там проверяют люки. Один раз я видел, что тоже сотрудники СБП проходят, люк не опечатан по маршруту движения Лукашенко. Все сразу же, там звонок, там через некоторое время подъезжает машина, все проверили, пломбировали и уехали. А по твоих назираннях, як шмат людей вось так звозять для одного приезда? Много. С каждого райотдела едет достаточно большое количество сотрудников, в зависимости просто от того, какой районный отдел. Плюс мы добавляем еще всех сотрудников того же самого, там, ну, если брать Гомель, то Гомеля. И это, ну, достаточно большое количество людей. Скажем так, человек, который уверен в том, что он побеждает выборы так элегантно и так много набирает голосов, он точно не боялся бы людей, что ему нужна была бы такая охрана. Уже когда был апрель 2020 года, он уже по традиции приезжает в регионы, пострадавшие от Чернобыльской аварии, и туда тоже наших сотрудников собирали. И тут был такой парадокс, что тебя в отделе просто уничтожали за то, что ты, например, не носишь маску. Там просто выговора летели через каждый день просто людям. А была ситуация ведь какая? Ты должен зайти в отдел, одеть маску, продезинфицировать руки, подойти... Сначала было просто продезинфицировал и прошел. Там дальше ты снимаешь маску, бросил ее и пошел. Но на камеру ты должен сделать именно так, потому что камера стоит вот на проходной, на входе. Вот ты должен так сделать. Сотрудники уезжают утром, где-то там часов 9, например. В 9:30 условно приходит приказ о том, что теперь сотрудники должны, заходя в отдел, им должны померить температуру. Сотрудники, которые не знали этого приказа, они возвращаются, ну все, маску одели, там руки продезинфицируют. Им говорят, дай температуру. Ты такой, да прекрати, что ты так... И пошел. Ну и через минут 15 ему прилетает уже, что на ковер к начальнику выговор. За что? Ты температуру не померил. Он говорит, так подождите. Так вот приказ пришел, так я с ним не ознакомлен. А кого это беспокоит? И то есть такое тоже было. И то есть если ты даже выходишь из отдела покурить и возвращаешься, ну процедура то же самое. Это был абсурд. Это не вело ни к чему, потому что в отделе поголовно все болели ковидом, я в том числе. Это никак не помогало, но потому что для галочки нужно так сделать. И вот когда приезжал Лукашенко, ну, в милиции всем сказали носить маски. Ну и все стоят в масках. Выходит сотрудник СБП и говорит, а что вы в масках? Ну, так у нас же... Не-не-не-не, он не воспринимает ковид, нет такого ковида, все снять маски. И все как бы на начальство, все такие, ну все, снимаем маски, а что делать? Ну, он же не воспринимает. И тогда тоже из-за вот этой ситуации много сотрудников заболело коронавирусом. Ну, абсурд, но вот это реалии милиции. А доплачивали тебе за эту працу? Ну, дежурство подчас приезда? Не-не-не, сотрудник получает заработную плату, у него даже так и прописано в табеле 24/7. У тебя есть предел, ты хоть 100 уголовных дел раскроешь за месяц, у тебя вот есть предел. То есть каждый сотрудник находится на этом пределе. У тебя есть только шанс опуститься вниз. Там не сдал физические какие-то нормативы, на 3 месяца будь добр, походи без премии. И потом, через 3 месяца тебе скажут еще поехать их пересдать, и ты их пересдаешь, и говоришь, так я же уже лишенный. А тебе говорят, ну, если не пересдал бы, еще раз был бы лишенный. Ты такой, а как это работает? Ну, тебе говорят, ну вот как-то так это работает. То есть, в принципе, вот у всех есть какая-то планка, они находятся под этой планкой, только время от времени они падают в зависимости, там, выговоры, какие-то там устные замечания, еще какие-нибудь там лишения премии за что-либо. А як ахоўваюць топ-чыноўнікаў ў рэгіёнах, там, умоўна, мэра Мазыра? Председатель исполкома, никак, по сути, по большому счету, никак. Помню, была ситуация, когда начальник отчитывал сотрудников там, ГАИ, которые воинское приветствие, когда она проезжала.
И они такие, так как бы она ж... Нет, все равно, вы должны, вот вы же знаете ее машину, все такие, ну, конечно, у нас вот есть выписаны все номера всех, ну, а чего вы воинское приветствие, да? И они стоят, ни Б, ни М, ничего сказать не могут. Ну, естественно, в милиции не бывает такого, что тебе... Ты там что-то произошло, тебе сказали, да и ладно, там, эй, забудем. Нет, это сразу же минус там 5-10% премии однозначно. То есть это бывали ситуации, когда сотрудник приходил оперативником на планерку, ну, выходил, например, участковым, потому что начальник слишком разошелся, он входил в раж и все, и он уже участковый. А так как участковых отправляли всегда в участковых, потому что участковых всегда не комплект, сумасшедший. И это было как мера такого воздействия на сотрудника, все там, неважно, участковый пошел. И все, и там от 3 до 6 месяцев ты ходишь участковым. А як звичайні люди ставилися до міліціянта у Мозирі? Плохо. Да везде плохо. Это была такая достаточно стандартная ситуация, когда там ты идешь там, суток по форме, домой возвращаешься, и помню, иду по дорожке, и какая-то женщина напротив меня так, ну, издалека идет, и она поднимает голову, видит меня по форме, такая, о, Господи, и дорогу переходит, и ты такой, ну да, здравствуйте, как бы вот. Милиции никогда не верили, то есть всегда считали, что это те, которые всегда волокитой занимаются, это нет, с ними, это лучше я уж как-нибудь без милиции. Когда ты ищешь понятых, это вообще отдельная там история, когда ты, ну, тебе нужно понятые, иначе никак. И ты куда ни стучишься, там, по понятым побудете, так, просто перед тобой закрывают двери, ты так, ну и здорово. Но при этом все равно люди обращались в милицию, даже не веря в то, что они помогут. Но все равно обращений было много, и там от серьезных до самых каких-то несерьезных, там, вообще каких-то там смешных. А тобі соромно було носити форму? Нет. Я ничего плохого не делал для того, чтобы мне было стыдно. Я шел с определенными идеалами в милицию. Я еще в 2006 году, меня задерживала милиция же, и тогдашний заместитель начальника Мозырского ОВД, начальник милиции общественной безопасности Гвоздь, там сейчас, по-моему, председатель или замзам председателя Калинковичского исполкома меня допрашивал, потому что я был задержан с листовками из Александра Миленкевича. Я их развешивал, и меня там на одной остановке в Мозыре, ну, понятно, там, что это была наводка кого-то, и нас там всех взяли. И в конечном итоге, да, то есть я еще был из тех, то есть я шел абсолютно осознанно, с пониманием того, но мне хотелось просто в милиции хотя бы, ну, у меня было какое-то такое ощущение, что я смогу что-то поменять. То есть я вот приду, сделаю хотя бы один отдельный РОВД, вот в каких-то моментах лучше. И, например, там, за свою работу в том же самом ИВС я видел много хороших людей. И людям как мог я помогал. И потом уже, когда я уже даже, по-моему, уже был в Киеве, выехал, меня некоторые нашли, по-моему, тогда было ВКонтакте, меня некоторые бывшие, то есть зэки нашли и писали, что вот мы в тебе как раз таки не сомневались, мы знали, что и если что-то будет, то ты не изменишь себе, и ты вот, ну, так и получилось. И поэтому, ну, для меня не было стыдно. А коли ти зацікавився політикою? С самого детства. У меня это было от мамы, потому что я был переселенцем с Чернобыльской зоны. И еще в 90-х годах, то есть Геннадий Грушевой, например, там ночевал у меня в Бресте, когда мы жили, то есть ночевал у нас Геннадий Грушевой. И потом там нас возили там, в Германию, Италию. И я помню там песни НРМ, и ты всем этим интересуешься. И помню один раз, у меня мама часто уходила по субботам, если не ошибаюсь. И я говорю, куда ты ходишь? Ну, я там маленький еще был, там, не знаю, может, там класс там, 2-3. Я говорю, куда ты ходишь? Ну, там взрослая. Я говорю, я хочу с тобой. И вот она привозит меня на стадион «Строитель» в Бресте. И там был митинг, и ты заходишь, там красно-белые флаги, туда там Шушкевич стоял, я пошел, взял у него автограф, то есть и ты вот этим я проникался с самого детства, и, ну, потом начал читать, естественно, мама читает какие-то газеты типа там «Народная воля», «Наша Нива», «Свободные новости», ну, естественно, я их начинал читать, и я начинал в этом разбираться. Але чому міліція? Ну, якби шмат варіантів, там, зробити Білорусь лепшей. У меня получилось так, что когда я работал на машиностроительном заводе после техникума, оператором станков с программным управлением, там произошло одно ЧП, и туда приехал АБЭП.
Ну и вот мы как-то с этим АБЭПовцем, там одним оперативником, что-то как бы заговорили, он такой, я ему там начал объяснять, как это вообще происходит, он говорит, слушай, ты не думал в милицию пойти? Я говорю, ну когда-то в детстве, ну все мы были там или бандиты там, или милиционеры, ну а сейчас-то что? Не, ну ты подумай, это как бы очень достаточно интересный вариант, я вижу, что ты там можешь и так далее. И потом вот через некоторое время я так сам себе посидел, подумал, что ну, а почему бы, собственно, нет? Почему бы не попробовать? Вот все мы, там, все люди же говорят, что да, там милиция, там все. А вот реально посмотреть на это изнутри. А вдруг я стану тем же самым, там, ну, у нас же, опять-таки, я читал с детства, там, генерал Захаренко, ну, серьезнейший человек слова. Ну, ты смотришь, ты для какие-то вот идеалы такие есть, ты думаешь, ну, а что я не могу таким стать? Почему я не могу в отдельно взятом РОВД вот делать по справедливости? Ну, если я увижу, что вот это неправильно, а я все равно об этом скажу, а я попробую, а я это. И вот я потом с ним созвонился, говорю, слушай, давай как-то вот про милицию более подробно поговорим. Ну и все, и получается, я пошел через, ну, долго устраивался там месяцев, наверное, 8-7, где-то так. Потом был учебный центр МВД. Ну, я уже в учебном центре МВД понял, что тут будет интересно. Потому что это тебя там ничему толком не учат, но тебя вот дрессируют, чтобы вот это отделение подъем там в 6 часов утра или в 7 часов утра, уже не помню. Отделение нельзя садиться до отбоя, нельзя садиться на кровати, вот это все там за 3-5 шагов воинское приветствие там старшему по званию. Ты так смотришь на это и думаешь, ну да, что-то я вроде бы как-то... Это, конечно, в этот раз я уже лихо. Ну и ты вот проходишь этот период, думаешь, окей, посмотри, что будет в РОВД, смотришь, что происходит в РОВД. И ты не сталкиваешься с вещами, где тебе начинают говорить, нарушать закон. То есть как-то ты так нормально вроде интегрируешься во всю эту систему, начинаешь с людьми общаться, начинаешь им в каких-то моментах помогать, потому что были такие моменты, что ну, это можно не делать, но сотрудник это может сделать, ну, если он хочет. Ну и ты как бы постоянно там что-то там людям приносишь, там что-то уносишь, какие-то там, бывало даже просто открой ночью кормушку, и ты стоишь с человеком разговаривать. Ему хочется, ну почему бы не поговорить. И был такой момент, что мне ночью постучались в двери. Подойди, я говорю, ну что такое? Ну подойди, на хлеб. Я говорю, зачем мне? Возьми. Я говорю, да не надо, оставьте себе, вас тут много, ну забери. Я так, ну окей, я беру его и слышу, что под ним малява, бумажка. Я так, угу. Я ухожу в то место, где камеры не ловят, я ее раскрываю, написано, что в такую-то камеру ночью будет заходить телефон. Имею в виду. Ну все понятно, ты просто уже в это условное время ты стоишь, видишь, как удочка залетает, ну, то есть телескопическая, и уже ты ловишь телефон, щелк, а тебе, ты спокойной ночи. Ну, все, то есть ты можешь пойти потом об этом сказать начальнику, да, рапорт написать, все дела, и там уже начнется. Можешь просто это взять, уйти, выбросить его и закрыть этот вопрос. Яка мотивация того человека, який сдал? Ну, потому что мы были в нормальных отношениях, я старался ему помогать в тех пределах, которые я могу помочь, и относиться к человеку максимально по-человечески. Этого очень часто не хватает. И люди, которым ты по-человечески относишься, они обязательно отплатят тебе взаимностью. И это, ну, абсолютно нормально. А інші в'язні як до тебе ставилися? Я со всеми был вообще всегда в хороших отношениях. Для меня это было, ну, вообще нормально. Потому что ты с этими людьми, там был один сотрудник, который мне сразу же объяснил, говорит, ты пойми, ты этих людей здесь будешь видеть, ну, каждый божий день. Тут приходить и там пальцы гнуть, что ты тут такой крутой, все дела, не надо, потому что это будет проблемой для тебя. И лучше находить с ними нормальное взаимоотношение, тогда все будет хорошо. И там были такие ситуации, когда сидел один такой достаточно авторитетный по меркам Мозыря человек, мы с ним очень хорошо, то есть, ладили, там были такие моменты, что идет передача от родителей, и они там говорят, там пельмешки, а это нельзя, это только приготовленное, то есть надо, чтобы все было, потому что там условий нет для хранения этой еды, если он не скушает это сразу же, и это испортится, то он может отравиться, это проблемы. Я говорю, хорошо, не проблема, я к нему захожу, говорю, вот, а тут пельмени, я говорю, ты ее съешь вот прямо сейчас, чтобы я сейчас сумку назад возвращаю твоим родителям, я это туда и положил. Хорошо, все он это сделал. И вот была ситуация, что там одного завели проблемного человека в ИВС, и ИВС начал немножко шуметь,
Я к этому подхожу, говорю, слушай, ну ты можешь решить вопрос, чтобы все было тихо сегодня? Он такой, да, сейчас без проблем. Ну, но нам нельзя было общаться, то есть ему нельзя было как бы со мной общаться, потому что это как бы, это неправильно по их понятиям. Все. Проходит несколько минут, так он, так называемый, там, он обстучал все камеры, и все, мне потом проходит пару минут, некоторые камеры стучат, говорят, Вовик, все, спокойной ночи, все, у нас будет тишина, ты никого не услышишь. Все, вопрос был решен, потому что я ему, этому, которому нельзя ему со мной общаться, я ему объяснил, по какой причине человек заехал и какие есть нюансы. И он, окей, все, вопросов нет. А як тебе занесло ввогуле на працу у ЯЧУ Мозера? Ты 2 года там отпрацевал? После распределения я попал именно в ИВС, потому что вообще я должен был идти в так называемый специализированный изолятор, то бишь по-простому, в простонародье вытрезвитель. Но вытрезвитель Мозырский закрылся, потому что там погиб человек. При достаточно, я бы сказал, сложных обстоятельствах, потому что до конца было непонятно, как это произошло, но это произошло с ночи 31 с 31 декабря на 1 января. Человек получил тяжкие телесные, через несколько, там, по-моему, через неделю он скончался в больнице, задержали сразу же нескольких сотрудников, а всех тех, кто работал в вытрезвителе, специзоляторе, просто-напросто уволили и весь изолятор закрыли. И поэтому в то время, когда я находился уже в учебном центре, меня отправили, ну, так как некуда мне уже распределяться, меня отправили в ИВС. И через некоторое время я уже оказался в уголовном розыске. Я хочу про ЯЧУ тобі задати літерально одно питання. Ось я по-чоловічі не розумію, що там може приносити радість, ось чому люди по своїй власній волі йдуть туди працювати. Тому що ти кожен день приходиш на працю, не самое приємне місце, ти бачиш тих нещасних людей, їх покути, якби є там щось, що може приносити радість, якби чому люди там працюють. Суть заключается в том, что любой человек, он привыкает ко всему. ИВС это, если брать про милицию, то ИВС это просто место работы. А люди в больницах работают, там у некоторых, там кто-то работает патологоанатомом. То есть, но это тоже не доставляет большого удовольствия. Если брать в свое время ИВС, то ИВС это было, в общем, это была такая милиция в милиции. То есть не каждый человек может попасть в ИВС. То есть если приезжал проверяющий, и у него не было специального документа о том, что он направлен из УВД на проверку ИВС, ты просто выходишь, а вы кто? Я там полковник такой-то, а у вас есть распоряжение? Нету. До свидания. И уходишь. Он там стоит, ругается матом, там звонит кому-то, а ты прав. Потому что ИВС отдельно ты должен позвонить, и вот только тогда тебя могут запустить. То есть там было свое такое государство, и до 2020 года в ИВС, я скажу так, старались в некоторых моментах очень даже соблюдать какие-то там меры. То есть за это очень, так называемые они, то есть это инспекция по надзору за вот такими учреждениями, оно очень сильно контролировало. То есть чтобы больше было на человека квадратных метров, чтобы человеку при поступлении в ИВС выдавалось постельное белье, там различное там мыло, там все прочее. То есть это все человеку, и если не дай бог ты не дашь, потому что там стоят камеры, все, это сразу же лишение премии, сразу же. Чтобы еда была утром, днем, вечером, и она была свежей. Так в Мозырский ИВС возили еду с ресторана. Там заказывали еду с ресторана. И вот когда-то привозили, помню, еду на целый день вперед, а потом приехала инспекция, говорит, а как это так? А она же, нельзя так. Все, и у тебя утром машина приезжает, отдельно привозит там тебе завтрак, потом обед, ужин, чтобы все было четенько. То есть когда-то было так. А ты сам ел то, что из неволенное, типа, свое завжди было? Нет, такого вообще не было принято, чтобы это есть. Во-первых, как-то это ненормально, что ли. Может, там такая классная ежа, что с ресторана? Не, но еда была с ресторана. Проводился тогда, помню, тендер, и выиграл ресторан там в Мозыре, который находится прямо в центре города, и вот оттуда каждый день возили еду, там хлебушек, все, плюс потом ты разносишь там кипяточек, там все, там делали стеклопакеты, чтобы не задувало ничего. Ремонты там были бесконечные, во всяком случае, в нашем Мозырском ИВСе, там бесконечные ремонты, там у нас был такой массовик-затейник, начальник, ему бы пойти, не знаю, какие-нибудь там, не знаю, там тамадой был бы, наверное, великолепным. Потому что он просто вот это постоянно было, что-то все нужно делать, что-то нужно крутить.
Вот. А потом это превратилось в пыточную, да, и мне потом, и вот это меня больше, наверное, поразило, потому что когда я освободился и приехал уже в Мозырь, я встретил людей, которые были вообще далеки от политики, но меня знали, и мне приходят, говорят: Вова, посмотри, синие ноги, говорит, что там со мной делали? Я говорю: кто это делал? Ты мне расскажи. Ну там, я говорю: а такой-то был, а такой-то, да, и этот, и ты сидишь такой: а как такое может быть? Мой кум со своей женой издевались над людьми. Я с ним после увольнения даже ни разу не общался, и никогда в жизни даже, если я в конечном итоге вернусь, и они все за это ответят. И когда ты слышишь такие вещи, что эти люди, да, слушай, да уволься ты, а куда я пойду? Да какая разница, куда ты пойдешь? Это вообще значения не имеет. На стройку, не знаю, делай, что хочешь, хоть в другую страну уезжай, но так жить нельзя. А для них это было можно. И для меня это было настолько парадоксально, потому что как так-то? Многие, когда я уходил, все знали, почему я ухожу из милиции. Все говорили: если нас заставят такое делать, я никогда в жизни ксиву кинул и пошел. А потом ты узнаешь, что и этот писал протоколы, и этот это делал, и этот избивал. И были те, которые ушли. Я от них этого не ожидал. Вот от тех, от которых я думал, что они-то точно, они никогда в жизни такого не допустят. Потому что, как это? Прекратите, так же невозможно, а вот они это делали. И вот это, это тоже такая отдельная такая моя боль, потому что я был очень поражен тому, что... И потом, я уже освободившись, я пришел к РОВД, потому что там сидели мои друзья, которые были задержаны в период еще до выборов, во время выборов. Мы пришли с передачами, и я сижу, и подходят там бывшие коллеги, руки протягивают, я говорю: я вам руки не пожму. Я знаю, что вы сделали. Если бы вы были против всего этого, я бы тут сейчас сидел не один. Но каждый из них находит какие-то оправдания. У меня там кредиты, у меня жена, и у меня есть вопросы. И я уехал просто ничего особо не имея. Да? Так и что? Я уволился из милиции, и я за свои деньги, которые там были откоплены после свадьбы, все, мы с женой делали наклейки, майки, листовки сами печатали. Мы ездили за свои деньги везде, поддерживать Тихановскую, проводили свои пикеты, даже в Мозыре мы проводили свой пикет за свои деньги. Это тоже было интересно, когда ты приходишь на пикет, и тебя начинают досматривать твои же бывшие коллеги, и ты так: давай. И они там досматривают: проходи. И потом они же запускают таких лиц асоциальных в толпу, и они там начинают, и ты их уже закручиваешь, выводишь и говоришь: я же знаю, что это же твой подконтрольный человек, я же знаю, зачем ты его сюда завел? Да я не это, говорю, так нельзя, и ты их отдаешь. Это смешно выглядело, это как-то так. А як ти з міліції опинився у Охові Тихановської? Не было такой именно как охраны Тихановской, это было, там все были волонтеры, это все были люди, которые просто приезжали и делали все то, что они могли. В принципе, это то же самое, что вот сейчас делает Белпол. Мы делаем все то, что мы можем. Это было задержание Бабарика, если не ошибаюсь. И я в сторис в Инстаграм там написал, все то, что я думаю, и про 3%, и куда это все двигается, и что нам нужно делать. И мне сразу начали коллеги писать: ты что такое пишешь? Ты давай это удали. Я говорю: подожди, мы все офицеры. Мы все прекрасно понимаем. Мы давали присягу белорусскому народу защищать его. А тут получается, что нам нужно защищать его. Я говорю: так дела не делаются. И потом одним вечером я написал одному человеку из «Страны для жизни», там «Мозырь для жизни», ребята. И мы с ним встретились вечером, там уже ночью. Я к нему подхожу, мы здороваемся. Я ему показываю удостоверение, свою ксиву. Я смотрю, хоть было ночью, он начинает бледнеть. Я говорю: смотри, это просто ксива. Это ничего не значит. Я знаю то, что может помочь вам. Давай как-то вместе, потому что я не буду. Для меня это сверх меня. Я в любом случае не останусь в органах. Я хотел по-другому, конечно, уйти. Я хотел, чтобы все со счетами стоят, и тут я бы один такой чик и пошел бы. И это, может быть, бы сработало для тех, кто стоял бы со мной рядом. Может быть, такой жест. Меня, наверное, после этого там просто изничтожили, но я думал, что если что, я сделаю вот так, что когда кто-то из офицеров выходит, и тем более, что я хорошо всех прекрасно знал в РОВД, и я выйду, брошу щит и скажу: не, господа, так нет. Вот там это те, кого мы обещали и клялись защищать, а не те, которые сидят в этих всяких зданиях. И этому представителю «Мозырь для жизни» я показал ксиву, мы с ним очень поговорили, и после этого
как бы мы начали с ним так инкогнито общаться. А потом, когда уже... Я в РУВД, в общем, не стеснялся говорить то, что я думаю, что... Вы же все знаете, к чему это приведет. И скоро всем нам, вот здесь всем офицерам придется делать выбор. И я для себя выбор уже сделал. Меня после этих слов пригласили... там, условно, там было много чего, но в том числе из-за этого меня пригласили в УВД, ни с того, ни с сего. Забрали у меня телефон, там все, завели меня в кабинет, и там была такая достаточно длительная, очень интересная речь, где если ты предаешь президента, ты предаешь свою мать. Там такая, я слушаю это, маской все сидели, думаю, что ты несешь? Камон, ты серьезно считаешь, что я вот на такую дешевую пропаганду я куплюсь, и мне уже в конечном итоге, выбирай там, или уголовный кодекс, или вот рапорт на увольнение. Я говорю, без вопросов. Я там же подписываю, приезжаю в отдел, у меня уже обходной лист, и там буквально там за 2 дня я уволился, и после этого я встречаюсь с представителем для жизни, говорю, все, я свободный человек, говорю, куда едем? И все пожитки, которые были, мы собрали, и вот поехали, да, мы были, первый был митинг в Могилеве, это было без самой Светланы, на следующий день уже было Бангалор первый, и после этого у нас еще была Речица, Гомель, Минск, Хойники, Мозырь, то есть, и Калинковичи. И вот так вот мы своей бандой такой ездили, потому что мы там в Гомель, помню, у нас машин, наверное, 20 ехало там просто с Мозыря, чтобы просто как-то помочь, там организовать, потому что там была тоже такая ситуация, что в Речице сказали, тут нельзя, можно вот там проводить, нужно было срочно сцену туда переносить. Вот как-то это завертелось. А тебе яким чином верифікували, бо раптом ти на заданні просто, і твоя задача провокацію вчинити? А вот это вот не понимали люди, и даже не понимали, и даже сейчас многие этого не понимают. Тогда вообще не было такого, вот понимаю, там какая-то верификация, кто-то, что-то. Люди думали вообще другими категориями. Когда мы собирались там в одном условном месте, вся наша хорошая бригада мозырских ребят, я тогда объяснял им, что если ничего не получится, нам всем конец. Никто ничего не простит. И меня подкупало то, что рядом со мной были настолько разные люди. Это были и бизнесмены, это были учителя, врачи, работники Мозырского НПЗ. Вот на них я вообще особенно смотрел с удивлением. Как так-то? Вы зарабатываете такие деньги на НПЗ, а вы все равно. И вот это очень сильно мотивировало. И я объяснял, что нас никто не простит. Да, я знаю определенные, я не знаю всего, но я знаю определенные моменты, как нужно обходить определенные ловушки, что нужно делать, что как работает. Даже я скажу, что сейчас я знаю уже больше, потому что занимаясь всем этим, скажем, по профилю Белпола, то есть я знаю больше, чем я знал тогда. И в принципе до такого конкретного хапуна, который был 6-го, который начался грубо говоря, 6 августа, у нас все были люди на свободе, то есть мы как-то могли и все проводить, и все делать, и распечатывать, и ночами клеить листовки, ходить, наклейки. А были які реальні провокації супроти Тихановської, які ви змогли предупредить? Гомель был. Это было в Гомеле, как только Светлана вышла на сцену, там появилось 2 таких провокатора с мегафонами, там что-то начали кричать про Тихановского, про Тихановскую, верните деньги, и все, я залетел в толпу, я просто очень доходчиво на таком понятном языке для них я объяснил, кто они и что им нужно делать, и поэтому аргументов у них, контраргументов не было, и поэтому я их тихонечко 2 взял и вывел за территорию всей толпы, то есть я их туда вывел, а потом оказалось, что это какие-то идеологи из какого-то гомельского предприятия. Ти вже згадав про свою маму, а хто ввогуле твої батьки, з якої ти сім'ї? Отца у меня не было, а мама у меня простая, просто учительница. Она была переселенкой, то есть, я тоже переселенец Чернобыльской зоны, то есть я родился в Наровле, у меня мама ликвидатор аварии Чернобыльской, и поэтому мы переехали в Брест, и потом, как люди, эвакуирующиеся с территории загрязненной, то есть меня отправляли на оздоровление в Германию, Италию,
И, можно сказать, с 97 по 2002 год каждое лето я куда-то ездил. В 90-х, я прекрасно помню, как мама меня собирала в поездку в Германию, собирала что покушать, что дорогу. Я просто прекрасно помню, как она это все одалживала, деньги и все остальное. А ты приезжаешь в Германию, и ты видишь, как люди живут, и ты начинаешь понимать, что что-то тут явно не так. Так не может быть. У всех машины. Люди, когда приходят в магазин, для них это закупиться едой на неделю, для них это обыденность. И в этом нет ничего удивительного. И возвращаясь в Беларусь, ты просто опять на это все смотришь, что как люди перебиваются, как это все в Беларуси функционирует, ты начинаешь взрослеть слишком рано, даже в этом хотя бы понимании. В контексте еще того, что ты читаешь независимую прессу, ты начинаешь смотреть по телевизору все, не просто смотреть, а вдумываться в то, что там говорится. И потихонечку ты, скажем так, становишься на путь, когда то, что происходит в Беларуси для тебя абсолютно ненормально, и ты хочешь это поменять. Тебе хоть раз подчас твоей професійної діяльності спробували подкупить? Не было такого. А увогуле у белорусской милиции такое есть? Я думаю, что в определенных каких-то службах такое может быть. Но милиционеры были настолько запуганы, что попытаться взять, я не знаю, я таких примеров не слышал, во всяком случае. У громадства існує думка, что милиционеров зашмат. Это так? Да. Я считаю, что их не то что много, их очень много. Они делают такую работу, абсолютно абсурдную, что если убрать эту работу, то половину нужно убрать, и глобально ничего не поменяется. Потому что если мы, например, участковый инспектор милиции, он ответственен за все. То есть вообще за все. Он от покоса травы заканчивая какими-то домашними скандалистами. Як наставник у школе. Так и ужас. Ты смотришь на участкового, все, кто... Ты просто крестишь, ты, родненький, хоть вернись в следующий раз в отдел. Ты смотришь на него, это просто, человек опущен полностью. Ходит с теми, у них давали нам тогда, начали выдавать майки, новые образца, майки, все остальное. Одевают участковую майку, и он... Бедняга ходит вперед-назад, и потом у него все просто от пота выцвело, то есть, стало блеклое такое. Ты смотришь на этих людей и не понимаешь, что их мотивирует ходить каждый день на работу. А еще у нас был такой начальник этих участковых, что ты сидишь в своем кабинете, открываешь окно, что-то печатаешь, и слышишь, как этот начальник общается с ними. Я сначала думал, это какие-то, дебош начался в ВВС, потому что он был рядом сбоку, я высунулся. Там вообще, если убрать маты, там будет только ты, иди, я, мы, вот все, больше никаких слов не было. И ты потом выходишь на курилку и говоришь, пацаны, как вы? Они такие, да, нормально. Я говорю, какое нормально? Я слышал, если это нормально, а что тогда уже ненормально? И вот так они, и что мотивировало этих людей? И поэтому у нас участковых мало, никто не хочет идти, кому это надо, отвечать за все. И постоянно сидеть. И если бы у нас убрали определенные административные статьи, вообще убрали бы их в принципе. Если бы у нас убрали определенные уголовные статьи, уменьшили бы наказания, либо перенесли их в разряд административных, было бы намного лучше. Если бы с милиции убрали вот эту всю ерунду, связанную с охраной общественного порядка, где заступаешь и стоишь, у тебя металлоискателя бывает нету, потому что его в принципе нету в отделе вообще. Ты стоишь создаешь видимость. Когда сотрудники ОБЭП, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, белые воротнички считались, что вы, это такие ребята гламурные, а они ездят по полям и смотрят, сливает он солярку или не сливает, а зерно он мешок не спрятал или спрятал. Да у вас тоннами он гниет, просто это зерно, а вы какого-нибудь бедного этого колхозника за мешок или за полтора, или за полмешка, вы можете ему пару лет просто отмерить. За что? У вас выстроенная система коррупционная такая, что у вас просто миллиарды воруют рублей, и это мы закрываем глаза, это куда это же мы туда не можем. Колькость апраўдальных прысудаў у Беларусі роўная пагрэшнасці. Чему так? Чему судьи в Беларуси боятся вынести апраўдальный присуд? Они не то, что боятся. Там система выстроена так. Ты передаешь материал проверки
который ты там можешь, там, ну, как правило, там в среднем рассматривают месяц и пытаются усмотреть в там, заявлении либо в самом происшествии состав уголовно наказуемого деяния. Если ты находишь человека, если ты формально усматриваешь в его действиях какое-то уголовно наказуемое деяние, ты передаешь этот материал в Следственный комитет. Следственный комитет берет этот материал только в том случае, как я уже сказал, если он доведет это уголовное дело до конца. Он его расследует, но там, опять-таки, мы же все думаем, что следователи — это такие люди, которые сидят, что ищут, там входят, там улики собирают. Нет, ребята, которые сидят и просто бесконечно печатают и направляют различного рода поручения тем же самым операм, чтобы они их выполняли. Хотя опера их тоже, бывало, такое поручение придет, и ты так, ух ты, там надо опросить, там 20 человек, ты так, ну это тяжело, а тебе говорят, дай сюда. Не выходя из кабинета, поручение пишется, о том, что там проверил, такие-то были опрошены, никаких оперативно значимой информации получено не было бы, число, подпись, все, говорит, выполнено. И, ну, то есть это формальности, опять-таки. И вот они должны это расследовать так, чтобы прокуратура взяла этот материал, не нашла там никаких, то есть каких-то там моментов, и железобетонно человек был осужден. Если нет, то все это начинает спирать, все это возвращается практически назад. То есть в суд идет дело, которое однозначно человек будет. Там никаких вообще вариантов нету. И когда начинаются вот эти разговоры о том, что так, нам нужно найти хорошего адвоката, да вы фильмов пересмотрели, это так не работает в Беларуси в принципе. Какого бы ты адвоката ни нашел. Была вот эта ситуация, которая произошла в Мозырском вытрезвителе, когда погиб человек. Там не было понятно что, из рассказов тоже было сложно так понять, но мне получилось так, как я когда пришел из учебного центра, я попал сразу же на эти суды, будучи сотрудником уже ИВС. И там суть заключалась в чем, что человека доставили, он начал буянить, его отвели в комнату, которая находилась без камеры, и через некоторое время видно по камере, что его просто перетягивают, и у него было, там с позвоночником что-то было, там как-то перерезаны эти вот каналы, и, ну, суть заключается в чем, что виновным нашли одного сотрудника, вы. А почему? Потому что второй сотрудник, которого начал, скажем так, прессовать очень сильно КГБ и УСБ, он сначала говорил, я не знаю, я ничего не видел, я ничего не знаю, там все. А потом он, ну да, он ему так подзатыльник дал, и вот как бы такая ситуация произошла. И все, как бы человек сам себя, в общем-то, выгородил, все. Хоть его, конечно, с органов уволили, но все обвинение строилось вот именно на этом жесте, да, то есть на этом движении, что человек, сотрудник, участковый инспектор милиции ударил, там подзатыльник дал. Он стоит, судмедэксперт. И говорит, что, господа, смотрите, какая ситуация. Это действие какое? Вот подзатыльник. Да, ну вы же своим детям там не даете там подзатыльник. Механизм какой? Я касаюсь подбородком, то есть, я же, ну, я сейчас не умираю, да, то есть, ну вот, говорит, я это сделал. Вы понимаете, что механизм получения этой травмы абсолютно другой. Здесь нужно было, там, как он объяснял, там, поднять немножко голову, типа человека за шею, за череп поднять и толкнуть его как бы вперед, чтобы эти каналы перерезались. То, что вы обвиняете вот этого человека, что он дал подзатыльник, это не то. Ну, судья так сидит, да, Стрельченко, если не ошибаюсь. Все вышли, остался только непосредственно сотрудник, который был, ну, под стражей, и мы, и судья такой приходит, говорит, слушайте, хлопцы, я все прекрасно понимаю, что это вообще не то. Ну, это чушь полная. Говорит, я могу там как бы, превышение должностных, ну, окей, но тяжкие телесные, говорит, я могу снять без вопросов. То есть я вижу, что это не то. Он обращается к прокурору, он был гомельский, ну, гособвинитель такой, я не знаю, подождите, мне нужно поговорить. Он выходит, позвонил в Гомель позвонил в Минск, сказали нет. Он возвращается и говорит, нет, так дела, нет. Судья такой говорит, ну, я не знаю, ну, в таком случае я даю по минимуму, потому что я прекрасно понимаю, что здесь ситуация была абсолютно другая. Что там было, никому не известно, но ситуация была абсолютно другая. И тогда ему, по-моему, там дали 5,5 лет и какой-то там штраф. И он отсидел, знаю, он вышел, тот сотрудник. Но как там было на самом деле, то есть там было абсолютно по-другому, но это подали вот так. И все понимали это абсолютно, но система работает вот так. У кабінеті Світлани Тихановської сьогодні вакантне місце міністра внутрішніх справ. Новим міністром стане хтось з Білпола? Нет.
Мы не рассматриваем себя вообще как политическую структуру. И нам от этого очень хорошо. Потому что мы тогда можем говорить полностью вот все то, что мы думаем, не думая о том, что да, там, какие там политичные рызыки. Ну вот если видим, что что-то не так, мы об этом можем сказать. Просто мы об этом не говорим публично. Мы не выходим и начинаем, а вы тут это самое. Если нам нужно что-то там обсудить со Светланой Тихановской, мы можем, если там не очень срочно созвониться, если что-то такое очень-очень важное там какое-то, то мы можем поехать и это обсудить. Мы можем со всеми обо всем договориться, поговорить, найти какие-то точки соприкосновения. Я думаю, я очень надеюсь, что эта должность важная, и в конечном итоге будет найден какой-то человек, который будет полностью соответствовать этой должности, потому что в том контексте, в котором она сейчас есть, это неправильно, ее немножко нужно тоже трансформировать, потому что мы понимаем, что тогда назначались люди, там, в 2022 году, были люди, и под них придумали должности. И функционал как бы этих людей был очень своеобразен. Как это выполнить, это было очень тяжело. Сейчас нам нужно понять, что эти люди должны сделать. То есть мы должны сначала придумать им функционал. Это может быть как угодно называться эта должность. Там, должность любая вообще. Там, назвать эту должность как-то соответствующая и найти этого человека. И это не обязательно, что это будет вообще какой-то силовик. Здесь главное, чтобы это был человек, который может выполнить то, что как бы заложено вот под его должность. А у яких сьогодні ви стосунках з Олександром Азаровим? Никаких. И слава Богу. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк. Дзякуючы гэтаму больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Мы будзем вельмі ўдзячныя. І дзякуй, што вы з нами. Каго ты лічыш самым уплывовым сілавіком у атачэнні Лукашэнкі зараз? Такого одного нету. Может быть, Карпенков выделяется немного больше остальных. Опять-таки, но сейчас вот, например, его стало меньше. Когда-то его там показывали, сейчас его стало немножко меньше. От министра того же самого Кубракова вообще ничего не зависит. То есть, и сколько их меняли? Их меняли очень много, и это не авторитет. И его могут убрать в любой вообще момент, и ничего от этого глобально не поменяется. Только при Шуневиче, вот как мне рассказывали, был действительно такой переход милиции от милиции больше вот к этим вот гибиским моментам, когда там, люди, которые там стучат руководству, стали, конечно же, фаворитами. Вот. И это было связано вот с Шуневичем, что с его такими подходами. Ці бачиш ти серед чоловіків когось, хто потенційно мог бы кинуть выклик Лукашенку? Ну, наверное, без поддержки Москвы, вот такой вот яркой и четкой, таких, наверное, нет. Ну, нужно понимать, что эти все люди, кто они? Если бы они были самостоятельны, если бы они были действительно, они имели авторитет среди сотрудников, то еще бы ладно. Но таких вот, которые вот действительно пользуются авторитетом, да вообще такого нету. В нормальном обществе ты вот когда смотришь на своего там начальника, либо там вообще начальника отдела, ну для тебя это мужик скала, ну это тот, кто станет грудью чтобы тебя защитить, если вдруг что-то. Как правило, начиная с самых низов, все ненавидят свое руководство. И так это идет по цепочке. Потому что твое руководство, оно никогда тебя не защитит. Не бывает таких ситуаций, чтобы стали на твою защиту. Всегда тебе скажут, ну, что ж поделать. Ну, кто захочет, там, например, лишиться премии вместо своего подчиненного? Ну, конечно же, это же он виноват, это же он там, ну, не досмотрели, мы примем там определенные меры. И поэтому нет такого, чтобы ты там смотрел, говоришь, ну, вот это да. Вот за этого я точно там пойду, потому что это так вот, ну просто вот как отец родной. Нет, таких нету. И эта система, она выстраивается так вот годами, и поэтому такого, который бы пошел, например, просто так, там, не имея никакой опоры, просто, ну нет, таких, наверное, нет. А як ти думаєш, кого з силовиків теоретично Лукашенко мог би призначити своїм переємником? Я думаю, силовиков он никого не призначит, но это нет. Чему? Ну, это же люди, опять-таки, это люди, которые, конечно, выполнили приказ его и выполняют, но это не тот типаж, ему нужны немножко, наверное, другие люди. Ткачанова хорошо подходит на эту должность. Почему? Да. Ну, как говорят, что такая мадам властная, по слухам, и вот она вот до мозга костей
согласна с Лукашенко. Она прям да, Александр Григорьевич, прям вот вы все время в точку, прямо в сердце бьете. Вот просто класс. Тобто ти думаєш, що коли він комусь довірить владу, то це буде чоловік, якого він зможе цілком контролювати? Да. Милиционера скорее нет. Потому что, у многих из них, у него же еще есть такая паранойя, да, там многие из них, там у кого-то есть там связи, особенно если мы берем повыше кого-то, да, там есть связи какие-то с Россией, а все-таки силовик, это, достаточно такой своеобразный, да, то есть организм, там, мало ли вдруг что. Нет, зачем? Пускай лучше будет Качанова, которую будет контролировать условно там Витя, Дима, Лукашенко и Шейман, которую будет полностью окутывать ОАЦ, которая будет полностью под их контролем. И если вдруг чего-то, у нас есть всегда пути для отхода. А як ти думаєш, кому він сьогодні найбільше довіряє? Там, Шейману, Шведу, комусь іншому? Нет такого человека, которому бы он до конца вот так полностью доверял. Но в первой пятерке будет однозначно Витя Лукашенко, 100%. Будет Дима. У Димы там позиции похуже, но в целом окей, да, нормально. Шейман, старый, скажем так, друг, с которым они прошли очень много. И все остальные, в принципе, в равной степени. Мы же знаем, как Лукашенко действует. То есть ты можешь быть там крутым аграрием, подняться прям высоко-высоко, чуть ли не там быть постоянно подле, но одна твоя какая-то ошибка, либо тебя становится немножко медийно больше, чем надо, и тебя сразу же задвигают. Есть же даже пример дворника, который был председателем совхоза «Заря», там все, крестный отец Коли Лукашенко, там дошел до самых верхов, и потом в 2020 году его просто не стало, и сейчас он там появился директором Мозрисоли. Тоже, конечно, должность неплохая, но когда ты был в Минске на самом верху, то это и опуститься вниз. Но Лукашенко... за что его так опустили? А я честно говоря, даже не знаю за что. Но по слухам, что его стало слишком много, и он слишком много себе начал давать вольности. И поэтому сначала на некоторое время он просто пропал, просто его не стало. А потом он появился на предприятии Мозрисоли и стал там директором. А по этой самой причине Карпенкова так задвинули назад? Его не так, чтобы прям очень сильно задвинули. Его немножко просто сделали, чтобы его стало меньше. Потому что когда там чаще появляется на экранах, опять-таки у Лукашенко же такой стереотип, что вот есть телевизор, вот кого там чуть больше, у него так как бы рейтинги строятся. И поэтому если условно там Карпенкова больше, чем Кубракова, то по его логике, как это так? Вот этот немножко получается серьезнее, чем министр. Нет, так не должно быть. Тем более, что он тут собирает вокруг себя некое подобие там какого-то ЧВК из бывших там отставных офицеров, там различного там спецназа. Поэтому нет, надо чуть-чуть поменьше его сделать. Вот чуть-чуть поменьше. Что ты думаешь про Шведа, генпрокурора? Я уверен только в одном, что все эти люди, они действуют как им скажут, так и будет. Для них не существует закона, для них существует приказ, либо общие такие понятия того, как нужно делать. И это самое главное, потому что если у тебя есть закон, а приказ противоречит этому закону, ты не должен выполнять этот приказ. Но они все равно будут это делать. И все они уже настолько запятнаны этими всеми событиями после 2020 года, что они уже никогда не остановятся, у них уже все. То есть этого стоп-крана, он уже у них давным-давно не то, что там сломан, его уже убрали. И они будут делать все до самого конца, надеясь на то, что в конечном итоге все будет хорошо. Они так далеко, я думаю, не заглядывают. Але є відчування, що Генпрокуратура сьогодні це не саме впливове відомство Лукашенки. Я бы не сказал бы, что Генпрокуратура... Опять-таки, нужно смотреть, и даже вспоминая прошлое, вообще прокуратура, она всегда была достаточно таким важным звеном, потому что если ты идешь, там что-то подписывать в прокуратуру, то тебе нужно было быть всегда очень улыбчивым, всегда очень, там, не знаю, можешь шоколадочку какую-то взять, чтобы все как бы проходило хорошо. Потому что если прокуратура начнет залупаться, то ты уже ничего не сделаешь. И через кого бы ты ни пошел решать этот вопрос,
Нет, поэтому, а там всегда ты такой, здравствуйте, как у вас настроение, погода прекрасная, а подпишись. Она там что-то тебе говорит, а ты все равно подталкиваешь эту бумажку, и она потом тебе еще, и ты уже все, до свидания, и побежал. Потому что, и они это знают, они знают, что вот к ним относятся вот так, и они это чувствуют, и они начинают там в некоторых моментах наглеть. Но уже если там они что-то сами попросили у тебя, то ты уже разобьешься просто на молекулы, выполнишь, а уже потом у тебя уже козырная карта, ты уже можешь зайти. Даже там не сильно долго стучавшись, так, один раз, сказать здрасте, и твой вопрос решат, потому что когда-то ты помог. Але калі не Генпрокуратура, то якое ведомство сёння на хвале? Я думаю, что МВД играет важную роль, особенно ГУБОП. Потому что фактически ГУБОП — это такой гестапо, они там только занимаются политикой, никакой действительно борьбой с организованной преступностью они не занимаются. Я думаю, хорошие позиции у КГБ, естественно, тоже. Это так, испокон веков. Возможно, опять-таки, здесь можно так в равной степени сказать ОАЦ и служба безопасности Лукашенко. Опять, прям, чтобы он там кого-то отдельно выделял, я думаю, что нету такого. Где-то вот немного выше находится МВД. А як ти думаєш, чому саме складаний для себе час Лукашенко поставив на чолі ключового відомства КДБ Терцеля? Чому його? Наверное, потому что, здесь скажем так, его предшественник проморгал. Лукашенко же такое, что это же однозначно там, лет 5 вкидывали деньги в этих змагоров, чтобы это все раскачать. Он не понимает, что его просто ненавидят. Что просто все то, что было в 2020 году, это, во-первых, очень большое такое, может, не очень правильно говорить, удача, что у нас там все одномоментно появилось. И Тихановский, Бабарика, Цепкало, у нас ковид, и вот эти хаотичные действия режима, и все это, то есть телеграм-каналы, пошло-поехало. Он уверен, что это такая спланированная акция, что это все так планировалось западными, там, ЦРУ сидела, разрабатывала. И поэтому, а кто это проморгал? Это проморгало КГБ, значит, оно должно отвечать. И поэтому нужно поставить нового человека, который явно заряжен так, чтобы вообще любое там какое-то движение, любое какое-то дуновение ветерка, сразу же все была однозначная реакция. Он считает, что его предшественник просто на какие-то моменты так, это несерьезно, это не то. Твое меркование про министра Кубракова? Он человек системы. Он будет делать только то, что он ему скажет. Он прекрасно осознает то, что это может где-то идти вне закона, но он понимает в то же самое время, что люди глупые, они не понимают. Этот закон, это все ерунда. Главное, что мы-то люди, понимающие, что нужно вот так. А вы там, мне приказал сам он, поэтому я это буду делать. Неважно, будет ли, не знаю, Кубраков, не Кубраков, не знаю, там Пальма будет стоять на его месте, по большому счету ничего не поменяется. Потому что вся система десятилетиями, она вытравливала из всей милиции, неважно там, какой город, там, какой райотдел, она вытравливала людей креативных, умных, которые хотели что-то, какие-то там новшества внести в милицию. Нет, и это такое не нужно. То есть тебя или ломают, и ты превращаешься в такую послушную марионетку, которую там сказали делать. А что, я не знаю, мне тут сказали. Или же ты борешься с этим и в конечном итоге уходишь. Потому что одному поменять, даже если ты не один, даже если там несколько человек, поменять систему невозможно. Она такая совковая, такая прямолинейная, такая неудобная, что ты смотришь, что у тебя идут года, ты споришь, ругаешься, тебя, естественно, там где-то депримируют, и ты потом смотришь на это все и говоришь, да зачем это мне надо? Зачем мне тратить свое время, свою жизнь на то, чтобы доказывать, что небо голубое, а трава зеленая? Вы считаете иначе? Окей, и человек уходит. И таких очень много. А есть те, которые ломают.
Лукашенко ва ўсім абапіраецца на сілавікоў, але калі паглядзець на сусветную гісторыю, то большасць пераваротаў ці былі ініцыяваныя сілавікамі, ці прыйшлі з дапамогай сілавікоў, так? То бок без іх практычна ніколі пераваротаў не адбывалася. Вось калі ўявіць, што ў Беларусі хунта прыйдзе да ўлады, то гэта будзе лепш ці горш за Лукашенко? Ну, наверное, это будет хуже. Но, опять-таки, давайте так. Лукашенко регулярно меняет все внутри этой системы. Внутри системы созданы вот эти службы, такие как, например, там, служба собственной безопасности, да, управление собственной безопасности, которые контролируют этих силовиков. Есть еще КГБ, которое отдельно контролирует, там есть, очень часто дергают сотрудников, ну, поговорить просто так, поучаствовать, часто приходят на какие-то там совещания, там посидеть там с умным видом, там зайти к руководству, что-то там повынюхивать. Есть ОАД, да, который тоже контролирует все вот это пространство. Это как архитектор, да, он создал вот такое вот состояние, при котором все за всем смотрят, все, каждый за каждым, все беспокоятся о том, что я там лишний раз что-то не скажу. Там. Даже то, что мы показали в свое время, когда было выкачано огромное количество прослушек, там было огромное количество милиционеров, причем не самых простых. Ну, там прослушивали, например, главного, условно, там главный опер всей Беларуси, то есть начальник управления уголовного розыска МВД. А его прослушивали все телефоны, рабочие все телефоны. Вот так вот они друг другу доверяют. Поэтому представить, что хунта придет, ну, во-первых, в какой-то мере хунта уже пришла, да, потому что Лукашенко вместе со всеми помогатыми, ну, это практически хунта, да. Военная хунта, я скорее бы нет, чем, да, что она придет, потому что он так часто их меняет, он так все вот сделал, что представить, что кто-то тут бросит ему перчатку, там, это вообще маловероятно. А хто теоретично мог би стати на чолі гэтай хунти? Ти бачиш такого чоловіка з таким неким потенціалом, амбіціями? Ну, опять-таки, в какой-то мере может быть Карпенков. В какой-то мере. Я саме про його подумала. Может быть, но опять-таки это мне сложно представить, что это за такая была бы конструкция, как бы это все было. Просто почему Карпенков? Потому что ну, у него хотя бы есть какое-то небольшое вот количество таких вот конкретно преданных ему людей. Он же сам когда работал там в СБП, то есть он из этой категории, то есть он же сейчас посоздавал эти там какие-то отряды интересные, да, то есть он хотя бы у него есть на кого опираться, а остальные, ну кто, представим, сейчас выходит условный Кубраков и говорит, ну что, товарищи милиционеры, там, давайте за меня, там, все скажут, иди ты, кто ты? Да половина тебя знать не знает. Там видели на фотографиях, а вживую никто. Ну, поэтому это сложно так представить. 12-13 жніўня 2020 года сталі масава адпускаць тых людзей, якіх затрымалі 9-10 і ў наступныя дні падчас пратэстаў. Ты ведаеш, чыё гэта было рашэнне? То бок взять на себе адказнасць, адпусціць людзей? Ну, я это помню просто изнутри, потому что я тогда сидел, в Жодино тогда находился. Я думаю, что система действительно, ну, во всяком случае, насколько нам известно, система тогда находилась вот в таком дисбалансе. Не было понятно, что будет до конца, что в конечном итоге произойдет. Потому что всем было очевидно, что Лукашенко проиграл. Всем было понятно, что людей очень много, и людей может стать еще больше. Потому что, опять-таки, всем было понятно, что сила была применена вообще непропорционально. Когда даже вспоминая 9 августа, центр Минска, я как раз был на стеле, люди были абсолютно мирно настроены. Люди так стояли спокойно, там, помню, говорили, там, давайте тишину, мы должны поговорить. Мне со стороны, тогда как раз зашел на горочку такую, я смотрел на это, и я понимал, что они просто ждут. Милиция просто ждет. А вы думаете, что они готовы с вами говорить. Ну, толпе это не объяснить. И поэтому я прекрасно помню, как дайте тишину, и потом там через некоторое время просто вижу, заезжают там водометы, барьеры эти, и я так думаю, ну вот, дождались. Они дождались, а чего дождемся мы? Поэтому я думаю, что они решили немножечко остудить людей. Кто решил? Я думаю, что может был даже И поплатился. Да, и он за это поплатился, да.
У него, там ходили слухи о том, что Караев ходил, говорил, что меня подставили, да, это так не может быть, да как это так? И в конечном итоге его вот эти слова, ну, они привели к тому, что он поплатился за это. Он человек-система, он не будет высказывать тут какие-то претензии, он даже обиду не затаил, я более чем уверен. Потому что для него, прекрасно понимая, в какой вот Беларуси он живет, все смогло закончиться гораздо хуже. Его могли просто, ну, скажем так, исчезнуть он не мог, но оказаться где-нибудь в тюрьме элементарно, потому что это Беларусь. А ты сказал, ось гэта мяне подставили. А чему ён думал, что его подставили? У чым его подставили? Я так понимаю, он выполнил приказ, который ему говорили, что все будет нормально в конечном итоге, все закончится хорошо. Но это только стало еще от этого хуже, потому что он дал возможность тем же самым милиционерам, просто вольную дал, делайте все, что хотите. То есть, но он думал, что, видимо, ему сказали, что это приведет как бы к стабилизации ситуации, но ситуация стала еще хуже. И в конечном итоге им надо еще жестче. И ты находишься на какой-то грани, когда, ну, мало ли вдруг какая-то гражданская война. И поэтому, да, вот в какой-то мере, наверное, его подставили те, кто ему это насоветовал, либо сказал ему, либо приказал ему действовать так. Якое стаўленне сярод звычайных міліцыянтаў было до Виктора и Миколая Лукашенко? Ну, с Колей Лукашенко вообще все просто смеялись. Там особенно с там, каких-то смешных фотографий. И вообще это всегда помню, были такие разговоры о том, что ну, это так смешно выглядит, он стоит, этот, ну, Лукашенко, и того Колю за собой тягает, тут ходит как неприкаянный с пустым взглядом, ну, там, руку там что-то это, ну, это всем было, конечно же, смешно. А про там Дмитрия, например, Лукашенко, там, Виктора Лукашенко вообще никто никогда не говорил. Так как бы там, редко кто-то что-то скажет, потому что они, если не смотреть на них очень так подробно, если не разбираться в том, что они делают, они же по сути ничем и не примечательны. Но те, кто этим занимается, те, кто смотрит разбирает эту всю информацию, например, даже как мы понимаем, что это очень важные элементы всего вот всей этой вот лукашенковской структуры. А до Лукашенко як ставились? Никогда особо не поднимались такие вопросы. Ризиковано, потому что? Да просто это было как-то неинтересно никому. Ну, Лукашенко там, ну бывало такое, что, слышал, что этот ляпнул вчера, да, там, как такое можно вообще сказать, ай-яй-яй, там га-га, ги-ги, то есть, такое вот. То есть, никогда, милиционеры вообще не думают вот такими категориями. Там где-то Лукашенко, они его никогда практически не видели, когда ездили на какие-то встречи так называемых высших должностных лиц, то это, конечно, всех очень сильно раздражало, потому что нужно было ехать там в 4 утра вставать, приезжать в отдел, тебя везут в Гомель, выставляют тебя 8 часов вдоль какого-нибудь проспекта, и говоришь, а когда он прилетает? Да, и там, ну когда? Ну, часа 3. Ты такой, и что я должен до 3 часов делать? Да я не знаю, ну ходи туда, ну там, туда-сюда. И это всех очень дико раздражало, что он приезжает, там были такие фразы, если ты там 80 набрал процентов, что ж ты так всех боишься? Ну это всем очевидно, там же нет клинических идиотов в милиции, которые там вообще не понимают ничего. Ну все же осознают, что человек, который набрал столько процентов голосов, он должен выйти на улицу, и вы все просто его окружить должны и нести чуть ли не на руках. Он же народный избранник с таким количеством голосов. А он так боится, что милицию выставляют чуть ли не там за 12 часов до его приезда, причем потом все машины, которые вдоль дороги, все убирают, чтобы, не дай бог, а сами милиционеры лишний раз становятся куда-нибудь там за дерево там, или в подъезд, так станут, чтобы, когда он едет, там воинское приветствие ему не отдавать. А то вдруг, не дай бог, во-первых, это и не очень приятно было некоторым, а вдруг еще что-то не так сделаешь, и тебя потом, тебе найдут, скажем так, применение потом к какой-нибудь другой службе. Недавно Лукашенко ввел новый артикул Криминальный кодекс до 8 годов зняволення за погрози былому президенту і членам його сім'ї. Ось виглядає, що він підстилає собі солому, так? Але як ти думаєш, коли він реально вирішить цісти? Я не знаю. Я хотел бы, чтобы он дождался справедливого суда, то он может уйти не только с должности, но и вообще, в принципе, уйти. Але по щирості, ти віриш, що колись буде суд над Лукашенко? Ну, правда. Честно, я думаю, что он не доживет до него. Я думаю, что он не доживет. Да он сам, представить, что его берут в плен, там, как Хусейна, скорее нет. Я думаю, что он не доживет до него. Просто
неважно какая причина, он не доживет до него. Просто проблема это заключается не только в самом Лукашенко. Проблема заключается в его системе, потому что это не он людей пытает в тюрьмах, это не он их сбивает, это не он их задерживает, это задерживают люди. Мы знаем этих людей, мы знаем эти фамилии. И эти люди, которые делают это во имя его, они же будут потом и отвечать. И вот верю ли я в то, что эти люди будут отвечать? 100% эти люди будут отвечать. Ответит ли он? Ну, опять-таки, мне кажется, что он просто до этого не доживет. Он этот не сдастся, однозначно не сдастся. А змены у Беларуси ты связываешь с чем? Ну, сложно так однозначно сказать, чем именно, но это должен быть комплекс определенных моментов, которые вот должны произойти, и в том числе, возможно, как один из вариантов, это когда Лукашенко умрет. Это один из возможных таких эпизодов, когда появится окно возможностей. Я могу еще так сказать, что таким же окном возможностей может быть и победа Украины над Россией. Но опять-таки под победой много чего подразумевается, но это победа Украины, скажем так, в общем, да, победа Украины, когда ослабление России станет более значительным. Например, когда при заключении мирного договора, например, Беларусь уйдет из зоны ответственности Кремля. Может быть и так. Як вылечить агента в своем оточении? Ну, прямо чтобы в своем окружении это достаточно тяжело, потому что, для начала начнем с чего, что если у тебя человек, если ты с людьми давно общаешься, если ты видишь их там, поведение, то уже можно что-то определить по тому, как они к тебе вообще попали в окружение, о чем они тебя спрашивают. Если это просто, как говорят, там, залетный человек, то он начинает интересоваться вещами, которые, как правило, не должны вообще никого интересовать, кроме тебя. Либо он начинает такими вещами интересоваться, которые выходят за рамки того, чем вообще он там занимается или чем он ранее там интересовался. Но это вообще достаточно сложный вопрос, потому что нету какого-то единого алгоритма, по которому можно вычислить человека, который в той или иной мере сотрудничает с лукашистскими спецслужбами. Зенон Позняк лічить, что белорусская оппозиция напичкана агентурой. Тут есть доля правды? Хороший вопрос. Смотрите, если Зенон Станиславович что-то говорит, нужно приводить аргументы, а не складывать руки и говорить, так это же видовочно. Мы об этом расскажем, но только через несколько лет. Нет, вы, пожалуйста, приводите конкретные аргументы прямо сейчас. Причем не аргументы конспирологические, а именно очень достаточно конкретные. Потому что, условно, там такие теории распространяются, что кто-то с кем-то где-то когда-то учился, значит, он 100% является человеком завербованным. Это не так, безусловно. Во всем демократическом движении есть люди, которые работают завербованы, конечно, есть. Но представить, что условно сюда целенаправленно направили какого-то человека, который вклинился, например, в демократическое движение, причем на достаточно высоком уровне, скорее нет, чем да. У нас очень часто путается вербовка с какими-то меркантильными интересами какого-то отдельно взятого человека, политика. Ми зараз назирали, як Росія вертала своїх агентів з-за межі заміжних під час обміну з Заходом. Ось у Лукашенки може існувати така сетка заміжних агентів на Заходе? Таких нет. Таких, скорее всего, нет. И он их менять не будет. Вот в этом и есть большая разница между Лукашенко, как такого мелкого пакостника, такого помогатого Кремлю, чем вот самого Кремля, да, то есть Путин там все просто отдавал для того, чтобы вернуть Красикова. Там все возможные механизмы были задействованы, и инициатива изначально исходила от самого Кремля. Лукашенко, если сюда кто-то и заезжает среди тех, кто, скажем так, относится к категории каких-то там агентов, даже если их тут скроют, даже если их задержат, он сразу от них откатится. Это не тот товар, который можно использовать даже для обмена на политзаключенных. То есть в этом и есть какая-то такая
своеобразная, что ли, фишка Лукашенко. Вот для него все эти люди — это просто отработанный материал. Тебя и вскрыли, да и вскрыли, это там вообще твои вопросы. Нас это не касается. Есть крайне ограниченное количество людей, которые, например, можно использовать в качестве там, так называемого обменного фонда. Скажем так, эти люди, их не так много, и задержать их, опять-таки, мы же говорим о правовом государстве. Польша, Литва, Латвия и все остальные страны западного мира. Здесь нельзя просто потому, что человек как-то аффилирован с Лукашенко, либо там как-то с ним связан, просто его задержать. Для этого должны быть основания. И условно, да, мы понимаем, что, например, там, на кого бы он поменял политзаключенных? Там, на своих детей, там, не знаю, там, на Шеймана. Они же, во-первых, сюда и не ездят, это раз. Во-вторых, для того, чтобы кого-то задержать на территории цивилизованной страны, нужны основания. А вот этих оснований очень, как правило, не хватает. То есть можно, конечно, говорить, что вот этот виноват вот в этом, а этот виноват вот в том. Но вот это нужно доказать. А с доказательной базой, по большому счету, до 2021 года у нас большие проблемы. Потому что у нас все как-то формировалось исключительно на так это же очевидно. Так это же все знают. Но только так работает только белорусский суд, где все очевидно, все понятно, но нет никаких доказательств, и просто человека по факту могут осудить. А в Европе нужно доказать, причем желательно документально, то, что человек там виновен в таком-то, то есть деянии. Але белорусским силовикам выдатковывают гроши на створение такой сетки за межой? Да. Нет, за межой нет. То есть, потому что, по большому счету, для внутреннего пользования, да, естественно, для агентурной работы есть определенные денежные средства, есть такие организации, там, как Ларискор, где находятся все агенты-платники. Там это окей. Но здесь таких возможностей у них нету. Это, понятно, есть разовые, скажем так, командировки определенных представителей определенных структур. Они заезжают и выезжают, но здесь развивать такую сеть для них это, скажем, максимально неудобно. То бок стал то, як расійскія агенты были, які жили годами с фейковыми паспортами, там ходили на них. Беларусь это не та страна, и Лукашенко это не тот человек, чтобы это делать. Он мелкий. То есть, конечно, когда мы говорим о России, то есть с их историей, их спецслужб, там совсем другая, конечно же, история. Там совсем другие, скажем, геополитические моменты решались. Лукашенко по сравнению с этим это такой мелкий пакостник, который, да, он устраивает геноцид белорусского народа, он просто устраивает безумные репрессии. Но выходить на какой-то более такой международный уровень, все-таки послушайте, Путин, понятно, с каких структур вырос, а откуда вырос Лукашенко, нам тоже известно, и это уж точно не его профиль. Зараз Павел Латушка казав так само про те, що йому поступають погрози, що він відчуває весь час яку небезпеку. Ось як ти думаєш, лукашенковці б могли прошитися в некий момент, пойти на некую ризикованную операцию, там, выкрасть, отрутить? Я думаю, что не без помощи российских коллег, да, они могли бы такое сделать. То есть без помощи не смогли бы, с помощью, наверное, смогли бы. Но я думаю, что Лукашенко не хочет это делать тут, в том числе потому, что это, во-первых, не факт, что получится. Во-вторых, это нужно просить и как-то разговаривать с Путиным и что-то давать взамен. В-третьих, это возможность, не знаю, как-то привлечь к этой персоне, которая там может стать объектом такого нападения, то есть дополнительную какую-то популярность ему придать. То есть Лукашенко, зачем ему это нужно? В чем тоже есть свой плюс демократического сообщества, ничего не сконцентрировано на одном человеке, например. Да, у нас там, например, есть там Светлана Тихановская, у нас есть там Павел Латушка, у нас еще есть определенные представители демократического сообщества, но это люди, которые не все определяют они. Есть огромное множество различных структур, которые делают там свое небольшое какое-то дело, и всех ты не отравишь, и всех ты не уберешь. И убрать, например, одного человека, это не значит, что разрушить всю архитектуру, всю систему давления на Лукашенко. А какие провокации самые имоверные? Они будут делать именно так, чтобы вовлечь человека хотя бы немного в какую-то свою такую оперативную игру, при которой
Человеку кажется, что ничего не происходит. Ну да, там что-то там сказал, что-то там о чем-то поговорил, но на самом деле на тебя уже есть небольшой компромат. А белорусская, скажем так, общественность, если такой компромат появится, она тебя просто... тебя не станет. Да, на тебя, потому что для тебя, тебе кажется, что ничего не происходит, а ты уже, получается, вот с точки зрения их, ты уже начинаешь сотрудничать. И это тоже, это достаточно сложно, когда начинают заходить там, через родственников, когда начинают там, через друзей заходить. Ну, не каждый человек может с этим справиться, и это одна из основных вот таких вот функций сейчас с точки зрения давления. А з якими провокациями менавіта вы сутыкались? Присылали фотографии, например, там квартиры там, матери, например, там фотографировали знакомых со стороны и говорили, что ну ты же понимаешь, что это будет. Ну, на это я никак не реагировал и реагировать не собираюсь. Почему? Потому что, ну, таков наш вот удел. Мы прекрасно понимаем, чем мы жертвуем, мы прекрасно осознаем, почему мы это делаем, и мы также понимаем, что никакого другого выбора у нас нет. Может быть, в какой-то мере, пускай это может так и звучит странно, да, но мы входим в историю своей страны. И любая борьба с диктатурой ради будущего своей страны, но она не может быть без жертв, вообще в априори не может быть. А за собой сочинение ты фиксовал тут у замежа? Здесь нет. Ну, потому что я еще, ну, скажем так, я всегда езжу по разным маршрутам. Я не хожу на какие-то публичные мероприятия никогда. Потому что я считаю, что я попаду на публичное мероприятие, когда я буду в Беларуси. А як ти думаєш, ці є у лукашэнкаўцаў, можа быць, за дапамогай Расіі магчымасць тут у замежжы ставіць праслухоўку у домах, офісах прадстаўнікоў дэмсіл? Я скажу, что нет, потому что здесь, опять-таки, поставить прослушку, это же не только ее нужно поставить, ее нужно еще и снять. Здесь тоже есть спецслужбы, которые занимаются и которые не просто так получают свои деньги, которые тоже достаточно серьезно технически оснащены. И когда началась война в Украине, то есть, естественно, этот вопрос стал еще более так вот серьезно, к нему стали более ответственно подходить, и сейчас я сказал бы нет. А у Белполя вы проверяли на наявность жучков офис? Мы стараемся отходить вот от того, что мы являемся бывшими силовиками. Об этом мы еще сказали там, не знаю, 3-4 месяца назад по причине того, что у нас уже в команде работают, слава богу, не только бывшие сотрудники правоохранительных органов, там военные, там есть экономисты, потому что то, с чем мы работаем, не всегда, а даже, в общем, часто, я сказал бы, связано с тем, что мы когда-то проходили, там, не знаю, там, в академии, либо мы там работали с чем. И поэтому, да, мы уже просто Белпол, мы стараемся отходить от бывших силовиков, но мы такая вот команда, мы такая организация, у которой есть определенные, скажем так, фишки. И все равно для местных государственных органов мы представляем определенные интересы, и как бы поэтому с нашей безопасностью в целом все неплохо. Недавно у некоторых белорусских журналистов были выявлены следы израильской шпионской программы «Пегасус», и мы ведаем, что у Беларуси няма Пегасуса офіцыйна, потому что не все ўрадавыя службы маюць магчымасць яе купіць па розных прычынах. Это дорага, это палітычны інструмент таксама. Хто за гэтым можа стаяць, як ты думаешь? Ну, я думаю, что целью различного рода спецслужб всего мира является сбор информации даже тогда, когда эти люди условно находятся на стороне этих же, например, там, спецслужб, либо стран, и поэтому они это используют для того, чтобы собирать информацию, анализировать ее. В этом и есть роль спецслужб. Не обязательно, то есть, это использовать против самого человека, но информацию необходимо получать, анализировать, потому что ты можешь собрать там миллион файлов, которые не будут представлять никакого интереса, но один файл может представлять интерес и раскрыть, например, какую-то огромную картину для чего-то. Поэтому, ну, да, такое тоже может быть. Ну, давайте так, спецслужбы, поэтому и спецслужбы, что они занимаются различного рода такими действиями, которые для обычного человека, ну, считаются какими-то непонятными, ненормальными даже, может, но в этом и есть их роль. Чему навучились белорусские силовики за гэтыя гады? Хорошему, естественно, ничему. Я думаю, что система только деградировала. Почему? Потому что очень много хороших,
умных сотрудников ушло за последние 4 года. Система МВД больше такая стала более маргинальная. Люди явно ощущают на себе нелюбовь со стороны простых людей. И да, конечно, они, например, научились там хорошо использовать кипод против людей, фантазию включать, например, при поиске людей, которые связаны с политикой. Но глобально ничего не может измениться в милиции в лучшую сторону. Она будет деградировать, она будет становиться, служба в милиции становиться будет только сложнее, потому что это они рапортуют и напишут на сайте о том, что да вот, мы тут огромное количество курсантов набираем. Ну, во-первых, насколько нам известно, это цифры взяты просто с головы. Они не хотели показывать реальные цифры, потому что они там достаточно, я скажу так, печальные. Пройти спецпроверку в милиции — это вообще отдельная там история, которая такая себе. Потому что тебя начинают смотреть и тебя, и твоих близких родственников. С учетом того, какое количество людей с 2020 года было привлечено к уголовной либо административной ответственности по политическим мотивам, сейчас можно сказать, что за редким исключением есть семья, которая не попала под каток репрессий. И это становится основанием для непрохождения спецпроверки. Когда начинают анализировать, смотреть и выявляют, что так человек косвенно связан с протестами. И поэтому этот человек, по мнению режима, просто не подходит для службы в органах внутренних дел. Это раз. Во-вторых, в принципе, какой молодой человек сейчас, или там в большом количестве, какие люди захотят просто жить в казарме, кушать не самую вкусную еду, выполнять не самые умные приказы, чувствовать постоянное такое, давление на себя. Таких людей, таких мазохистов-то ж немного. И поэтому... завжди были? Они были. Ты же завжди йшов в милицию. Понятно, потому что... Милицию. Правильно, потому что люди, для них милиция — это какая-то романтика была. Что ты там смотришь, погони, там, пистолеты, все дела. Но такого на самом деле нету. И чем дальше мы отходим от этих, скажем так, темных 90-х, или 2000-х годов, тем меньше становится романтики, тем меньше людей хочет идти. И когда еще люди, опять-таки, знают негативное отношение к органам, в принципе, к сотрудникам, таких еще меньше. Поэтому эти цифры, которые они рисуют в Академии, это, мягко говоря, очень сильно придуманные цифры, потому что, никто же не узнает правду сейчас, так это работает. А то, что больше грошей стали выливать у силовые структуры, это я. Опять-таки, это не сказывается, например, на зарплате рядовых сотрудников того же самого уголовного розыска, либо там патрульно-постовой службы. Куда идут гроши? Куда они идут? Во-первых, огромный штат, огромная махина, где работает огромное количество людей, которые вообще непонятно чем занимаются. Вот взять, например, даже тот же самый Мозырский РОВД, там был пресс-секретарь, безусловно. Мы все эти года жили, не было пресс-секретаря, тут он обязательно понадобился, и это обязательно офицерская должность с хорошим окладом. Начштаба — это вообще кто? Это он чем занимается? Он обязательно должен быть. И таких людей огромное количество. Если мы говорим про тех, кто действительно делает работу повседневную, кто занимается материалами, раскрытиями различного рода преступлений, таких людей мало и становится еще меньше, потому что люди не хотят после выхода, уже скажем, по достижению пенсионного возраста оставаться в органах. Это не имеет никакого смысла. Поэтому многие сотрудники мечтают уже под конец, когда уже вот-вот будет пенсия, отучиться на дальнобойщика и поехать, например, это вообще лучший карьерный, то есть именно скачок для среднестатистического сотрудника — это пойти дальнобойщиком. Но просто и сейчас это проблема, потому что очень многие участвовали в подавлении мирных акций протеста, в репрессиях. И если они попадают сюда, мы стараемся максимально их вычислить и как минимум отправить домой. И такие, слава богу, у нас случаи были. Это не только Матьевич в Литве, и в Польше было таких достаточно моментов, когда просто была компания, фирма одна, где просто работали бывшие милиционеры. И
их оттуда просто попросили, потому что этим людям находиться в цивилизованном обществе нельзя. А новые инструменты некие з'явились? Ты сказал, что был удосконаленный бот, а что еще, может быть, у них з'явилось? Здесь нужно говорить про то, что, да, там появился бот-магнит, например. Что это? Это, скажем, если по-простому, то это бот, который как пылесос стягивает всю информацию с твоего телефона. Появились еще некоторые там, скажем так, приложения, которыми не используются глобально, но опять, это мы говорим в основном про там, Минск, скажем так. Там на периферии, там, в каких-то там средних, либо там чуть выше среднего районных отделах ничего не поменялось. Все как было, так и остается. Те же самые, там, не знаю, там 50-летние сейфы, те же самые там пошарпанные какие-то там столы и опять-таки заправка картриджей и покупка бумаги. Все остается так, потому что невозможно это изменить. Система никогда не сделает условия для обычного сотрудника какими-то, не знаю, там, действительно классными, чтобы человеку нравилось. Потому что, как говорится, там люди не для того, чтобы получать удовольствие от работы, либо, там, не знаю, радоваться, а для того, чтобы работать. И там же все годы говорилось о том, что да вот, у нас тут очередь. А когда сотрудник приходил и говорил, да, все, забирайте ксиву, вплоть до бабушек звонили, уговорите, чтобы он этого не делал. Но человек все равно уходил. Потому что, особенно это касается тех, например, которые, не знаю, как-то там взяли, там, выехали куда-то, с кем-то поговорили, увидели совсем другой мир, и они понимают, что у них там нет никаких там контрактных обязательств слишком больших, там, по которым нужно возвращать денежные средства, и они спокойно уезжают. И никто, я не видел ни одного человека, который там ушел из органов и потом сказал, я так жалею, что я ушел. Все люди, я помню, одного такого встретил, он просто потом расцвел. Ты смотришь на человека, это в милиции это был такой серый, постоянно загнанный, там, с какими-то пустыми глазами, а потом он просто расцвел. Да, конечно же, это нелегко, потому что даже то же самое милицейское образование, оно, ты не юрист в прямом смысле этого слова, потому что ты юрист, ты милицейский юрист. Никому не нужно твое знание уголовного кодекса, либо там оперативного дела. Это никому не надо. И поэтому есть люди достаточно, которые уходили, например, там, кто-то уходил в айтишку, кто-то уходил, даже те же самые дальнобойщики, и был так этому рад. Потому что там и деньги, и есть свободное время, и можно мир посмотреть. И это, конечно, очень сильно сказывается. А те, кто внутри, они же никогда не скажут, что «ай, плохо, да, я там...» Нет, так ніхто говорити не буде. Захад увёў персанальныя санкцыі супраць асобных сілавікоў. Да. Вось, які ў гэтым сэнс? Никакого. Вообще. Белпол выступает в первую очередь за введение экономических санкций против отраслей, либо против определенных компаний, но это должно работать, когда ты понимаешь всю картину целиком. Тогда можно понимать, где пересекаются какие потоки, какая компания представляет больше интерес, какая меньше, почему удар по этой небольшой действительно разрушит определенную часть структуры, которая была выстроена режимом Лукашенко. Введение персональных санкций это политически, конечно, прикольно, да, согласен, что некоторые с этого имеют политические бонусы, но с точки зрения борьбы с режимом КПД этих санкций равен нулю. Как было, например, если не ошибаюсь, в начале 2023 года, ввели там санкции против Окрестина. Да что это такое? Как можно ввести санкции против Окрестина? Что это? Это выставлялось как, мы ввели санкции против Окрестина. Но этот слот, где условно вместо Окрестина могла быть какая-нибудь компания, которая поставляет детали для российских танков. Но этот слот заняла Окрестина. По принципу, надо что-то, чтобы было от Беларуси. Мы очень детально в свое время, чуть более года назад, проанализировали вообще санкции, которые были. И мы увидели, что есть, первое, это хаотичность санкций, когда вводятся санкции просто в разнобой, и против крупных предприятий белорусских, которые, это хорошо,
Но когда у тебя есть крупное предприятие, оно может через некоторое время начать обходить эти санкции за счет небольших других структур, которые она создает, но ты о которых уже не знаешь, и ввести против них санкции уже намного сложнее. И вот мы проанализировали это, что многие санкции являются как персональные санкции, это санкции чисто политические, они не имеют никакого значения для борьбы. Ну хорошо, ввели санкции против условного гаишника с Бреста, или против участкового из Мозыря, или против инспектора по делам несовершеннолетних Калинкович. Что толку от этого? У него что, есть счета в Европе? Он был в этой Европе? Может быть, он когда-то собирался в эту Европу? Нет, он в нее не собирался. И там условное введение санкций Канады, ну представьте, где Канада? И где какой-нибудь даже тот же самый судья. Да, это в принципе неплохо, что мы там ставим галочку и говорим, что мы о вас помним. Но у нас есть достаточно различных ресурсов, Black Map, там, ЧКБ, каратели, те же самые базы, которые имеются в распоряжении Белпол. Мы знаем, кто эти люди. Но сейчас нам нужно вводить санкции, которые будут менять ситуацию, будут ухудшать положение тех, кто, скажем так, стоит наверху всей этой пирамиды. И даже введение небольших санкций там, против каких-то компаний, это разрушает цепочки, это заставляет их переделывать эти цепочки. И если мы будем забивать эти слоты какими-то персональными, абсолютно никому не нужными санкциями, ну, давайте так, а потом мы садимся и говорим, ох, да вы знаете, а санкции не работают. А с чего они должны работать? А каков вообще, в принципе, какая работа санкций персональных? Если мы говорим, например, про персональные санкции в отношении там, каких-то физических лиц, которые связаны с компаниями, которые поставляют то или иное оборудование, запчасти, детали в интересах армии русских, это одно дело. И вот такое, например, это была ситуация с гражданином Чивелем, который владеет компанией «Лаборатория аддитивных технологий», о которых мы рассказывали в своем расследовании оружейных баронов. Сегодня мы видим, что и Чивель, и лаборатория аддитивных технологий, и новое название, которое он делал быстро для того, чтобы обойти, то есть не попасть в санкционный пакет, теперь это компания в санкциях. И это хорошо, но когда мы говорим о том, что мы вносим санкции какого-то там инспектора, там какого-нибудь там разрешителя или там участкового и говорим, ну вот сейчас режим явно дрогнет, режим не дрогнет, ему плевать на этих ментов. А то, что зараз увели санкции супроть борта Лукашенко, что это на практике означает? Это, конечно, хорошо, но это мы не увидим, и вы не увидите, мы не увидим, никто по большому счету не увидит какой-то реакции сразу же. Да, в перспективе это создаст проблемы, потому что мы уже когда-то публиковали, у нас был документ, есть документ для служебного пользования, где гендиректор, то же самое Белави, рассказывает, там, он расписывает, что ну, плохо настолько, что хоть святых выноси. Проблема, что немагчыма ремонтовать гэты борты, да, там доходит до того, что они даже хотели покупать у дружественных стран, типа там Кыргызстан, там Казахстан, Туркменистан, подержанные самолеты, для того, чтобы их разбирать, находить там какие-то более-менее живые детали и ставить их на свои самолеты. И это отказали. Но понятно, что борт номер 1 это немножко, конечно, другая категория, и проблемы там будут, но пускай они будут переплачивать там в 3-5 раз дороже, но они будут пытаться эти детали достать. Наша задача сделать так, чтобы они эти детали, если и доставали, то еще намного дороже. Лукашенко любит рассказывать, как расправиться с криминальными бандами. В Беларуси это было, но это не было так жестко, либо так критично, как это было в России. Плюс нужно понимать, что практически сразу же после обретения независимости пришел Лукашенко. И он и есть самый главный коррупционер, он есть самый главный преступник. И он начал с ними расправляться не по закону, а по своим личным понятиям. И поэтому, например, даже появление той же самой, либо существование, действия той же самой банды Морозова, это было нетипично для Беларуси. И фактически это последняя такая крупная банда. И нам же всем известно, как формировался тот же самый эскадрон смерти, то есть на ком тренировались эти так называемые сотрудники. И так понемножку это все уходило. Кого-то, я более чем уверен, они
перетянули на свою сторону, то есть, может быть, это какой-то был достаточно талантливый преступник, но талантливый с точки зрения, какие он схемы придумывал, и такой человек им нужен. Потому что, ну, опять-таки, ходили очень разные слухи про людей, которые появлялись, всем было известно, что они появились из криминального мира, а потом они становились директорами каких-то предприятий, потом становились депутатами, и так вот оно шло потихоньку. А ты веришь в то, что их просто перестреляли, как рассказывал Лукашенко? Я уверен, что часть просто взяли под контроль. Часть, я тоже более чем уверен, просто пустили в расход. Потому что вот была ситуация, наверное, в году 2010 в Мозыре задерживают человека, об этом писало большое количество независимых СМИ. Такой был Андрей Ребешко, если не ошибаюсь. Он хотел стать, ну, скажем так, криминальным авторитетом. Ему намекнули, что или ты работаешь на нас, это был намек из ГУБОПа, ну, или ты присядешь. Он сказал, я на вас работать не буду. И одним, скажем так, поздним вечером в его дому стучаться неизвестно. Тут командир, мы случайно зацепили твою машину. Он человек, скажем так, опытный, он все это прекрасно понимал. Он взял с собой аккуратненько нож. Только он выходит на крыльцо, включаются фонари машин на фары. И на него сразу же нападают переодетые штатские сотрудники. Он нескольких там ранил. В конечном итоге его задержали, его привозят в ВВС. Я тогда был дежурным, и я просто, человек полностью избит. Там глаз было не было видно, вообще, то есть. И они, давайте, принимайте его. Я говорю, а где справки о том, что он может содержаться в условиях ВВС? Потому что я вижу, что на человеке живого места нету. Они сказали, хорошо, понятно, они его отвозят куда-то. Минут через 20 они приезжают, все, справка, написано, да, из больницы, что он годен для содержания в условиях ВВС. Его завели в камеру. Через некоторое время пришел начальник уголовного розыска, начальник криминальной милиции Мозырского РОВД. Они его отдельно пригласили в комнату для допросов, и они с ним там разговаривали как со старым знакомым. Они ему говорят, Андрей, мы не знали. Андрей, то есть на нас вообще ничего не говори, мы не знали. Мы не при делах, это вопросы минские, мы ничего не можем с этим поделать. Но вот это был принцип того, как это было раньше и как они это проецируют вот на теперешнее время. Либо ты работаешь на них, либо ты вот в конечном итоге ему, если не ошибаюсь, дали вот за такую фактически провокацию, что было, ну, очевидно, ему дали, если не ошибаюсь, там 24 года. Як склаўся лёс пасля гэтага чалавека? Ён дагэтуль сядзіць? Да. Он сидит, и были моменты, когда, вот, будучи дежурным, я с ним ночью просто стоял, разговаривал, он рассказывал эту ситуацию. Ну, тут всем было понятно, что это просто провокация, что расклады были вот такие. Он не согласился, и его просто из этой цепи убрали, потому что, ну, в Беларуси не существует законов, не существует не существует правды, по большому счету, и поэтому... Его из этой цепи убрали, теперь он находится в колонии, там, в тюрьме, и это намеки остальным. Либо ты работаешь на них, либо ты не на свободе. І у такім вигляді сьогодні організована злочинність існує? Бо таким По большому счету, сейчас нету вот такой организованной преступности. Сейчас есть просто преступность и организованная преступность, которая находится фактически под колпаком семьи Лукашенко. То есть это делится именно так. Нету ничего там другого, что у нас там есть какие-то банды, мафия, там какие-то поборы. Нет, ну это, конечно, фантастика, такого нету. Потому что все вот это фактически попало под колпак государства. Ты згадав яшчэ пра банду марозаўцаў, але там была спецыфіка ў тым, што іх крышаваў нейкі высокапастаўлены сілавік ці чыноўнік, так? Вось такое сёння магчыма? Я скажу скорее нет, чем да. Тогда их крышевал заместитель начальника УВД, начальник криминальной милиции. Представить, что сейчас такое может быть, я думаю, скорее нет, чем да. Потому что система не верит не только людям простым, она не верит и своим же. Управление собственной безопасности когда-то создавалось для того, чтобы защищать вот милиционеров от проявления каких-то там преступных деяний в отношении их. Когда организованной преступности не стало, когда не стало людей, которые могут угрожать там сотрудникам милиции, ну, нельзя же было упразднить такое огромное подразделение, где люди, в общем, при хороших погонах, которые при серьезных должностях,
И они начали работать уже против самих сотрудников, ставить их на прослушки, контролировать материалы их проверок, чтобы не было там моментов, где ты пытаешься там как бы кого-то вроде выгородить, да, там, от возбуждения уголовного дела. Но доходило же и до абсурда, что а у тебя вот шторки висят в машине, там, затемняющие, все на карандаш. А у тебя там, если первый день перехода на зимнюю резину, все, это обязательно тревога. Это возле всего РУВД стоят машины, управление собственной безопасности, там, стрела, чтобы сотрудников, ага, иди сюда, давай проверять, давай смотреть. То есть они начали бороться с самими сотрудниками. То, як тоді розправилися з часткою кримінальних авторитетів, так просто їх перестрілявши, так, ось ты ухваляешь такое деяние, якби для вирішення этой проблемы? Нет. Ну, так нельзя, потому что фактически то, что произошло, вот расправа с криминальным миром вот в таком формате, она же в конечном итоге и привела к тому, что у нас были убиты Юрий Захаренко, Виктор Гончар. То есть вот это все есть звенья одной цепи. Потому что когда есть люди, которым просто приходит приказ без суда и следствия с кем-то там расправиться, то им безразлично, кто напротив них стоит. Это криминальный авторитет, там, генерал милиции или какой-то политик. Им это безразлично. Они просто выполняют приказ. И это ужасно. Все должно быть по закону. Я понимаю, что многим людям, которые там пострадали от этого, скажем так, криминала. Даже уже, если говорить после 2020 года, люди, которые пострадали от действия так называемых силовиков. Я понимаю, что хочется мстить, но нужно по закону, потому что в конечном итоге это будет, для перспективы это будет правильнее. А як можна ще перевиховати абсолютно аморальних злочинців, які не мають ніяких межів? Это сложный вопрос, потому что, я работая в ВВС там несколько лет, я видел людей, которые попадали туда случайно, и туда они больше не возвращались. Но, как правило, очень часто это были одни и те же, как я уже сказал, это были одни и те же люди, и как их перевоспитать в нынешней ситуации, вот в ситуации Беларуси, я не знаю. Потому что вся система, она выстроена так, что она не направлена на интеграцию этих людей в то есть нормальное общество. То есть давать им там возможность где-то учиться, где-то получать новую профессию, находить им нормальное место труда, то есть где бы они зарабатывали достаточно денег, чтобы они в один момент увидели, какие у них есть возможности, они не хотели их терять. В Беларуси так невозможно, потому что те же самые там химики, они же работают за копейки, просто за копейки. Люди, которые вот обязаны, там, это категория, которая обязаны, они выезжали с ИВС-а, они выезжали на работу, потом они возвращались в ИВС, их привозили. И ты вот общаясь непосредственно с людьми, которые там, работодатели, ты узнаешь, какие у них зарплаты, это просто копейки, это смешно. Как человека можно такими маленькими деньгами чему-то мотивировать? У человека нет перспективы, и вот он начинает скатываться, он начинает опять-таки употреблять алкоголь, и все это приводит его назад в ИВС, либо в колонию, либо, если уже мы говорим про то, что если кто-то уже совершил такие достаточно серьезные преступления, то уже и к тюрьме. Твое ставление до смертного покарания? Его не должно быть. Почему? Однозначно не должно быть, потому что мы не верим, в принципе, сейчас всему тому, что делает Лукашенко. Все его суды, они... у нас же вообще в Беларуси, я не помню, по статистике, по-моему, до 2020 года где-то до процента это были оправдательные приговора. То есть верить в то, что вот этот человек совершил вот это на 100% мы не можем. А когда совершается, то есть уже приводится в исполнение, то есть смертный приговор, его потом реабилитируют, а что толку? Понятно, есть ситуации, которые даже вот в Мозыре была ситуация, когда отец убил своих 2 детей, потому что там что-то не поделились с женой, там была такая ситуация. Я помню, он сидел в ВВС, и я помню, как приезжает конвой, его возил Гомельский конвой на суды, и приезжает конвой и говорит, что все, давайте его с вещами на выход. А с вещами на выход обозначало то, что ему уже все, то есть высшая мера наказания. И ты подходишь
открываешь эту кормушку и говоришь там с вещами на выход. И он такой, ну все, хлопцы, я стою, все, всем удачи, пошел голову зеленкой мазать. Ну даже тут же ситуация. Конвой приехал, уже зная результат. Я понимаю, что этот человек, там, наверное, он заслуживает этого вердикта. Но даже здесь конвой, он не должен знать про это. Он должен привести человека на суд, судья должен встать, зачитать, и уже потом, по факту, уже его там этапировать, либо не этапировать там куда-то дальше. Потому что, ну, человек, которому высшая мера наказания, он не может содержаться в простом МВС, его надо сразу этапировать в сезон номер 1. То есть там, где приводится смертный приговор. Но даже в этой ситуации они приезжают, они уже знают, то есть вот, а где смысл, а как это так? Так же не должно быть, но в Беларуси это происходит. У Беларусі існує як мінімум 6 злодзеяў законе, я нават выпісала сабе мянушкі, хочу іх агучыць. Муму, паштет, медвежонок, галей, кушнер і лебедь. Ось яны на штосьці ўплываюць? Ну, они могут на все. То есть это человек, который, собственно, неформально является контролирующим вот эту зону. То есть любые там действия, любые какие-то моменты, давление даже на тех же самых политических заключенных оказывать, то есть направлять так называемых там шестерок, да, то есть направлять, чтобы они вот давили на человека. Але хіба по кримінальних там поняттях яны могуць дапамагаць адміністрацыі? Ну, в том-то сейчас и дело, что как бы по старым понятиям нет. Любое взаимодействие скажем так, с ментами, это было нет, однозначно нет. Но сейчас да, сейчас время поменялось, и поэтому, насколько я знаю, например, такие уже там самые старые, такие вот зоновские все вот эти моменты, они остались в колониях там, где по малолетке. Но там аж прям с перегибом, когда я просто слышал эти рассказы, там действительно все очень по-старому, скажем так. Ты можешь потлумачить, что менавіта? Ну, там, например, там сосиски есть нельзя, там курицу тоже нельзя есть. Чему? Ну, догадайся, почему нельзя там есть курицу? Потому что ее петух. Там такие вот закидоны, и это до сих пор там вот, во всяком случае, присутствовало, сколько там, до 2020 года там такое присутствовало. Ці шмат було справ у твоей практиці, які немагчыма было раскрыть? Да практически половина мошенничества, которые связаны вот когда у людей там выводят деньги там, с лицевых счетов через интернет-банкинг, вот сейчас это половина вот, всех мошенничеств, и они практически все глухари. Бывало, выезжаешь на сутках раза 2-3, когда человек, мне там позвонили, банк, там что-то, какой-то перевод, и все деньги у человека со счетов уходят. У милиции нету таких возможностей, не только технических, но и, наверное, и умственных, благодаря которым можно это все размотать. Почему умственных? Потому что человек, который начинает развиваться в милиции, его сразу же начинают как бы прижимать. Ты давай, дружок, без этого самого. У тебя вот тут написано сделать вот это, вот это, вот это. Ты это сделай. А вот все остальное, это нас не касается. Хотя ты понимаешь, что то, что ты сделаешь по методичке, оно формально, и оно не имеет никакого отношения к раскрытию какого-то преступления. Но вот если что, будут именно отталкиваться от этого формализма. И поэтому человек не может применить какие-то там знания, там что-то он либо не может в принципе, потому что этого не знает, не успел научиться, либо он понимает, что это бессмысленно. Плюс инструментов там технических каких-то тоже нет. То есть, условно, до сих пор большая часть, наверное, компьютеров в милиции, она находится на пиратской XP. То есть это до сих пор картриджи ты сам себе заправляешь, потому что никого же не беспокоит, что у тебя там он закончился. И бумагу, естественно, ты тоже покупаешь сам, потому что, а как иначе? А вот за эту великую колькость висяков позбавлять премии, это проблема? Голову тебе дурят. Это, да, есть такое. Прям чтобы лишали, в зависимости, конечно, от того, какое у тебя количество нераскрытых преступлений, но лишения тоже бывали, да. А гэта ўплывае на справядлівасць расследавання, ці задача знайсці вінаватага, там вінаваты, не вінаваты, неважно. Там вообще ситуация такая интересная, что
Милиция — это одно, а Следственный комитет — это другое. Для милиции важно что? Для милиции важно передать материал, в котором виден состав уголовно наказуемого деяния. Будет классно, если он лицевой, то есть есть лицо, в отношении которого можно вести уголовный процесс, передать его Следственному комитету. Следственный комитет возьмет его только в том случае к себе, то есть в производство, если он понимает, что человек, например, они доведут это уголовное дело до суда. Если человек, например, там покается, там напишет, возместит весь ущерб, то, скорее всего, это дело будет прекращено. И для Следственного комитета это понижение их показателей. И вот получается, ты передаешь какой-то материал, где ты видишь железобетонно, что это мошенничество, ну, как в моем случае, потому что я работал по линии мошенничества. Ты передаешь материал Следственному комитету, Следственный говорит, нет. Ну, потому что сейчас он, нет, мы не заберем его. И у тебя начинается, то есть ты пишешь, что делать? Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Ты, в общем-то, как бы и сам, как оперативник, имеешь право возбудить уголовное дело, но таким правом тебе пользоваться нельзя. Ну, ты пишешь, естественно, постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Все подписывают, материал ложится в архив. Человеку приходит ответ, что отказано, человек пишет жалобу в прокуратуру, прокуратура забирает материал назад, все перечитывает, ведь совсем было согласно, и опять пишет постановление о продлении материала на допроверку. Опять материал приходит к тебе на 10 дней, опять ты начинаешь, там, формально опросил 2-3 человека, опять пишешь постановление, чтобы передать материал в Следственный комитет для возбуждения, опять передаешь, они опять не хотят, и начинается вот этот круговорот. И в конечном итоге у меня была такая ситуация, когда мне уже просто, там было, наверное, на доп. Проверку раз 15 материалов возвращали, и в одном случае перед Новым годом я все-таки убедил руководство, что необходимо, я имею право возбуждать уголовное дело и там первые 10 дней проводить срочное следственное действие, следственное мероприятие. Мы возбудили уголовное дело, все сделали, то есть уже ты не опрашивал людей, а допрашивал, значит, это уже когда допрашивают, это уже когда дело возбуждено. И ты отправил его опять в Следственный комитет уже на дальнейшее расследование. Следственный комитет его, естественно, не расследовал. И она опять вернулась в архив, но уже их архив, и все было окей, все было замечательно. А в одном случае мне просто пришлось найти так называемого мошенника и потерпевших, просто закрыть их в кабинете и сказать, договаривайтесь. И они в конечном итоге договорились. Там, Расскажи про эту историю, что это было. Там они попросили человека купить им машину в Москве. Он купил машину для них, но не знал, это был Nissan Qashqai. И пока он ее гнал в Беларусь, его задержали где-то в Брянской области, оказалось, что машина с перебитыми ВИН-номерами. И машину конфисковали, машина в угоне, и он возвращается и без денег, и без машины. И началось. Это был веселый год, когда, я сначала думал, что это железное, то есть, человек просто обманул, деньги прогулял. Но в конечном итоге я нашел номер телефона этого отдела там в Брянской области, я с ними созвонился, они говорят, да, была такая ситуация, мы вам сейчас все документы пришлем без проблем. Они мне все присылают, нет состава. А они пишут, то есть я отказываю в материале, то есть возбуждение уголовного дела, потом люди пишут жалобу, и пошло вот это вот вокруг. И я в конечном итоге их собрал и говорю, давайте решайте, потому что мне это надоело, у меня уже 2-й том начинается, материал проверки, я не знаю, что мне еще писать тут. И в конечном итоге там человек, который гнал им машину, он им просто отдал свою машину, они с него все претензии сняли, и я их всех подробненько опросил, они записали видео, что все хорошо, стоят вместе, все к материалам и в путь. Калі адкінуць палітвязняў, колькі зараз у беларускіх турмах сядзіць цалкам невінаватых людей? Даже 10% это достаточно. Даже 1% это много. Потому что, у нас же все так формально, у нас просто очень много так закручены статьи, особенно вот наркотические статьи. Я понимаю, что очень многие покупаются на вот эти рассказы, когда да я же ничего, там, я там рядом, а меня это самое. Как правило, так это неправда. Люди действительно многие чуть ли не лаборатории делали.
Да, и есть, конечно, процент, когда, ну, там реально, там, не знаю, там, с какой-то марихуаной человека задерживают, и ему там застреливают такую цифру, когда это не надо. Это не сделает этого человека лучше. Это может быть абсолютно хороший, порядочный человек, работающий на великолепной работе. Ну, вот он, не знаю, ну, может быть, где-то что-то оступился. Да вы лучше, не знаю, покажите ему это так со стороны, его перспективы, если он еще раз так поступит. Ну, нет, его упаковывают на хороший срок, и кем этот человек выйдет там через там, 5-6 лет? Ну, и что, вы сделали лучше? Вы не сделали лучше. Но система работает вот так. А як ти думаєш, скільки людей невинуватих сидять за забойство? У всех в стране сейчас, в том числе, собирают геном, то есть это приходят там ватной палочкой на обратной стороне щеки, возят, и вот этот геном, вот это все собирают, делают такую базу, и потом анализируют ее, сравнивают с теми образцами, которые есть по различного рода преступлениям. Так называемые там, преступления прошлых лет. Есть отдельные даже оперативники, которые этим занимаются. И так вот один человек бычок оставил на месте преступления. Этот бычок когда-то там в 2000-х годах его взяли, тогда не было такой базы, но он лежал, и вот в конечном итоге провели анализы и определили, что это непосредственно вот он находился на месте преступления, и его пригласили в отдел, потому что вообще преступление было совершено, по-моему, если не ошибаюсь, в Брестской области. И его просто по формальным причинам пригласили в отдел, и мы его сидели, опрашивали, ну так медленно специально, потому что мы ждали, когда с Брестской области приедут сотрудники. И они там, а вы вот это? Он такой, нет. А это? Нет. И там уже тук-тук, ошибка. И ты там, и только ну когда же они там приедут? Они там, мы там уже подъезжаем, и все. И уже потом тебе позвонили, тут к вам приехали из Брестской области. Такой, все хорошо. Все, говоришь, секундочку, закрываются двери, они заходят, и все, его сразу же, как говорится, заковали в наручники и отвели. А то злочинство ранее уже якби було закрите, і чоловік сидів по Ну, оно просто висело глухарем. Оно было просто глухарем. Я один раз столкнулся с человеком, которого, ну, еще-то в советское время, когда его просто задержали, осудили, это было за убийство мозырских милиционеров, там, по-моему, 80-е годы, если не ошибаюсь. Там просто человека по беспределу задержали, осудили, там он, ну, под пытками он дал на себя, то есть показания, а потом в конечном итоге оказалось через там некоторое время, что это совсем другие люди, его отпустили, про него даже там какое-то небольшое кино делали. Я один раз просто нужно было там подворовой обход сделать там людей, и я с ним просто пересекся, мы с ним поговорили, он рассказывал, потому что он так к милиции, ну, мягко говоря, нехорошо относится. Калі паглядзець на расійскія турмы, то там у зняволеных ёсць і мабільнікі, і шашлыкі, і все, што хочаш. Вось гэта добра, варта, каб у беларускіх турмах таксама было такое? Не, ну, наверное, нет, потому что, как бы, это же вообще, в принципе, не очень хорошо, да, то есть для таких мест. А чему кепска сувязь с звонковым светом? Например, ну, потому что все-таки нужно понимать, что если человек все-таки, мы отбрасываем там за что, как он, но он осужден, он находится, он совершил какое-то преступление, у него по закону должны быть звонки, там, видеозвонки. Если бы это все вот делалось так, как написано, если не было бы, как это происходит сейчас, что человека перед звонком там отправляют в ШИЗО и все, и до свидания, то, наверное, ну, человек должен, находясь там, он должен в действительности немножечко, ну, прочувствовать, осознать какие-то моменты именно находясь там. Все-таки это он совершил преступление. Потому что когда есть вот такие возможности, то мы знаем, как делаются колл-центры в колониях, как эти колл-центры обманывают людей, то есть вот разводят их по линии, там, опять-таки, мошенничества, когда там деньги у людей выводят. И концов же не найти. И поэтому, ну, наверное, я просто не знаю, как это происходит то есть даже в той же самой Польше, но думаю, что здесь тоже такого нет. Выглядае, што Навальнага все ж таки забілі ў расійскай турме, так, як галоўнага суперніка Пуціна. Вось такое магчыма ў Беларусі? Да, конечно, да. Безусловно. Я думаю, что они бы, наверное, и хотели бы это сделать, будь бы, наверное, в белорусских тюрьмах сейчас только один такой человек, там, условно, один вот Навальный. Потому что у нас огромное количество людей находятся в тюрьмах, политических заключенных, которые все они
лидеры в той или иной, там, Тихановский, Статкевич, Бабарика, Знак, это Колесников, это все такие достаточно топовые люди для Беларуси. И прямо одномоментно, я уверен, что он бы хотел это сделать. Он уже это делал в 90-х годах, он бы хотел это сделать, но, наверное, все-таки он немножко этого побаивается, потому что он ведь знает, что его не поддерживает народ. Он же это видел. И все то, что ему потом там поют оды, какой он великий, замечательный, да посмотрите, но он все равно знает, только он плевал на это, в принципе. Ему как бы то, что его поддерживают, не поддерживают. Во-первых, он старый человек, у него там уже есть определенные моменты такие, ну, старческие, скажем так. И ему приятно, когда вот это собирают его зрителей там в каком-то там Шкловском, например, районе, и они там начинают: о, Александр, но он же знает, что половина из них ряженые, то есть это работники исполкомов, каких-то там райисполкомов, там райпо, сельпо, он все это знает, но поэтому ему безразлично, кто там любят его, там, он знает, что его не любят. Он не может это сделать, только поступить как с Навальным, потому что, а если вдруг что-то начнется? Ведь я же знаю, что у меня нет такой поддержки. И если сейчас вдруг что-то начнется, поэтому он и людей не отпускает. Там, давайте вспомним там 2006 год, протесты площади, да, там, 2010 год. Тогда за него было больше. И поэтому условно отпустить этих змагаров, как он там называет, да, то есть, ну, это не было такой проблемой большой. А сейчас-то он понимает, что это их исчезновение, их убийство, их отпустить их, это может стать проблемой. Питання, яке більш за все хвилює людей. Коли скончится террор? Это, опять-таки, непростой вопрос. Я хотел бы знать на него ответ. Я думаю, что террор закончится только тогда, когда мы создадим Лукашенко такие невыносимые условия, при которых с его стороны появится инициатива: давайте поговорим о чем-то. То есть нам для этого необходимо сделать очень много работы, не заниматься болтовней, не заниматься вот этим критиканством, демагогией о том, что ничего не работает, все очень плохо. Надо что-то делать. По маленькому шажочку каждый день, но двигаться вперед. Наносить максимальное количество порезов, глубоких, неглубоких, больших, малых, но каждый день создавать такие условия для того, чтобы в конечном итоге он пришел и начал первый говорить. Наша проблема заключается сейчас не только в том, что у нас есть политические заключенные, у нас идут вот эти репрессии, и это самая большая проблема, потому что мы можем бороться за освобождение людей, и в это же самое время будут упаковываться сотнями там, или там, в десятки раз больше людей там, по сравнению с тем, сколько освобождено. Пока мы не остановим вот этот каток репрессий, да, людей нужно освобождать. Но нужно в то же самое время понимать, что как угодно, но не отменой давления на Лукашенко. Потому что если вы отменяете давление в условиях того, что репрессии не закончились, то вы всех тех, кого он все равно будет репрессировать, ну, вы ставите просто в тупиковое положение. Потому что больше вам торговать нечем. Давление, все. Все же думают как, что санкции так что? Это вот, оп, они появились, хоп, их нету. Ну, это люди, которые никогда вообще этим никогда не занимались, не интересовались, знают только поверхностно, что это вот можно ввести, как выключатель, включатель, там чик-чик-чик, и они есть, нету, но так это не работает. Тут мы или давим, или мы прекращаем, и все. И тогда ничего не будет. Но если нет давления, а он не остановил репрессии, то что будет с теми людьми, чем тогда вы будете торговать? Вопрос. Коли вже скончаться терміни давнини по тих справах, по яких неспинно з 20-го года тягають людей, саджають людей? Дело просто в том, что им безразлично на то, сколько, какие там дела были и что там было тогда. Вот в этом вся проблема, что очень многих людей, которые вот задерживают, наверное, с середины 23-го года, там пошла такая тенденция, когда людей задерживают и, ну, просто там, дай свой телефон, все чисто, ну, там, подпишусь на нехту, поставлю лайк. Хоп. Если нужно человека, например, более серьезно, как говорится, да, то есть прессануть, ну, то можно быстренько написать в бот, условно, там, полка Калиновского.
Они сочиняют, и они придумывают, и вот в этом и есть тоже большая проблема, что для них не существует ничего, никаких законов, и они это, многие это понимают, так как многие уже приступили этот закон неоднократно, у них нет сдерживающих факторов, которые бы заставили их остановиться при очередном таком случае. Ты ведаешь, як у Беларусі люди называюць міліцыянтаў, я не буду зараз гэта паўтараць. Менты? Мусора? По-рознаму, да. Як выратаваць імідж міліцыі? Теперешний никак, наверное, потому что для того, я уверен в одном, что вот те люди, которые окружают, например, меня, те люди, с которыми мы общаемся в Беларуси, далеко не про себя, потому что я не вижу себя даже в будущем где-то там опять по форме. Нет, это я, наверное, из разряда тех, кто хочет просто, чтобы справедливость восторжествовала, а я дальше куда-нибудь отойду и буду чем-то своим там заниматься. Но есть люди, которые в конечном итоге, я знаю таких людей, они сделают белорусскую милицию современной, новой. Очень многим, очень многое простят в момент, когда будет тот самый день настоящей независимости нашей страны, и когда эти милиционеры перейдут на сторону народа. Им многое простят. И тогда не надо будет, чтобы перешли все. Здесь не надо, чтобы перешли все. Надо, чтобы перешла только даже небольшая какая-то часть, и остальные просто не будут знать, что делать. Но тем, кто перейдет, неважно, что он сделал, простят очень многое. Может быть, потом, конечно, с кого-то и начнут там что-то спрашивать, но думаю, что нет. Кем ты себя бачишь у Новой Беларуси? Не знаю, я никогда об этом не думал. Ну, точно не в правоохранительных органах. Я вообще когда-то думал, что я назад вернусь на завод, потому что мне очень нравилось работать на заводе. Я был оператором станков с программным управлением. Это, действительно, это было круто. Но я так никогда себя не видел впереди, что там будет. Наверное, для меня самое важное, чтобы это будущее наступило. Там дальше мы разберемся. Потому что едва ли я мог 5 лет назад подумать, что я сейчас буду находиться в Варшаве и буду представителем демократических сил Беларуси, открыто бороться с Лукашенко. Потому что, я небольшой человек с достаточно небольшого города, я там никаких великих, огромных достижений у меня не было с точки зрения милиции. Я просто был оперативником, и я сделал то, что я должен был сделать, иначе быть не могло. И я не думал, что это в конечном итоге меня приведет вот к этому. Потому что, не это была цель, потому что когда тогда все закрутилось, когда все это началось, ты не мог поступить иначе. Если ты поступишь иначе, ты не сможешь смотреть на себя в зеркало. Точка. Я бы ушел либо в день выборов, либо все равно за некоторое время до выборов. Потому что я понимаю, что такое хорошо и что такое плохо. И я знаю, почему условно задержание, арест Тихановского – это плохо. И так нельзя. И когда мои коллеги, некоторые тогда еще ездили на задержание представителей «Страны для жизни» под Мозырем, и они, я знаю, сломали, по-моему, палец одной женщине, просто потому что что дверь медленно открывала. Я знаю, что это плохо, и за это они должны нести наказание. А меня воспитывали не так, и я не собирался бы все равно этим заниматься. Что б ты порадил сумленным милициянтам, которые дагэтуль находятся внутри системы? Я надеюсь, во-первых, что они смотрят все то, что делаем мы, что делаете вы, что делаете все. Никто не собирается складывать руки, и продолжайте оставаться этими честными людьми. Они могут забрать у тебя все, что угодно, они могут заставить тебя говорить все, что угодно, но ты должен оставаться внутри этим честным человеком. И если есть небольшое какое-то окно возможностей, маленькое, ты помоги где-то, ты все равно сделай то, что ты должен сделать по совести. И в конечном итоге все равно добро победит зло. Это иначе не может быть. Дякую тебе за размову. Спасибо тебе. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах, а мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях. Таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.